килограммов. Алена Мациевская, команда Белоруссии, и Лариса Михайлова. Так, еще раз добрый день, дорогие любители спорта, поклонники вольной борьбы и женской борьбы. Сегодня у нас заключительный день финальных поединков международных соревнований памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Сегодня мы посмотрим финальные схватки. Один финал уже посмотрели на телеканале Мамонт, да? Да, и сейчас мы присоединяемся, к нам присоединяются телезрители национальной вещательной компании «Саха». Добрый день еще раз. С вами комментаторы Степан Посельский и мой коллега Александр Посельский. Действительно, очень интересные схватки нас сегодня ожидают. Еще раз это подчеркнем, потому что это финалы, это самые главные схватки 3 дней наших соревнований, да. Ну и накануне, как мы сказали, наши борцы тоже порадовались своими выступлениями в финальных поединках. У сборной Республики Саха-Якутия 2 золотые медали. Александра Копылова в весовой категории до 50 килограммов стала чемпионкой. И стал чемпионом Владимир Баяновский в весовой категории до 74 килограммов. Поздравляем еще раз ребят. Серебряные медали. Тоже, да. Надежды Куличкиной, тоже в категории 50 килограммов среди девушек. И серебряная медаль, которую мы хотели бы, конечно, чтобы она была золотой, у Льва Павлова. Да, Алена Мациевская и Лариса Михайлова, это весовая категория до 57 килограммов, начинают схватку за бронзовую медаль. Белорусская спортсменка сразу забежала за спину. 2 балла, но сейчас... Да. Интересное положение. Хочет еще перевернуть соперницу Мациевская. Ищет захват. И это удается. Да, удается, да, переворачивает. 4-0 уже счет встречи. И продолжает работу в партере, как мы видим, да. Мациевская. Очень много девушек прилетели в Якутск именно из Белоруссии. Много медалей у них на счету. Накануне у них также и среди юниоров есть золотая медаль, которая, конечно, очень нас впечатлил богатырь из Беларуси. Владислав Козлов, да? Да. Ну, а среди девушек вчера тоже первое место заняла спортсменка из Белоруссии Владислава Кудзин. Да, всего еще 2 балла, да. Всего, как мы сказали, среди девушек приняли участие 83 спортсменки из 8 стран. Да. Уже такая достаточно широкая география участниц, несмотря на то, что впервые, да, в программу международного турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева проходит и женская борьба. Уверенное лидерство захватила Мациевская и пока не дает повода усомниться в этом, да, в своем лидерстве. И да, в финале этой весовой категории до 57 килограммов будет бороться якутянка Евгения Огородникова. Да, 2 девушки у нас сегодня будут бороться за золотые медали. Это Евгения Огородникова в этой весовой категории, да, и ее соперницей будет Карина Богатырева, также Россия. Ну и еще одна наша воспитанница Якутской школы вольной борьбы Лилиана Рожина встретится с Олесей Безугловой. Это весовая категория до 68 килограммов. Среди юниоров также у нас 2 золотых финала. Артем Слепцов, весовая категория до 61 килограмма. И наш Роман Николаев, весовой категории до 79 килограммов. Оба они встретятся с представителями одной из сильнейших команд нашего турнира, сборной Ирана. Ну, команда Ирана вообще стала, да. Они очень сильно украсили турнир нынешний. Но они всегда приезжают, да? Что на Коркинские турниры, что на Дмитриевские турниры. Но в этот раз они именно первые номера, да, привезли. Не
прошли они отбор, победители первенств и даже чемпионатов, призеры чемпионата, взрослого чемпионата Ирана у нас гостят. И они действительно очень высоко поставили планку мастерства. И сегодня они среди юниоров во всех 4 весовых категориях присутствуют в финалах. И это будет мега интересно, просто по-другому, наверное, не сказать. В схватках с россиянами они также будут бороться за золотые медали, в том числе 2 наших якутских борца. Тем временем у нас счет 6-2, а 2 балла спортсменка из России отыграла все-таки. Лариса Михайлова. Да, сейчас мы ждем, конечно, более активных действий от Михайловой, что она попыталась сейчас делать, зашагивает, да, и пытается выйти за спину своей соперницы, но контролирует ситуацию Мациевская и даже сама пытается сейчас провести. Да, такой... это 2 балла и, возможно, даже... Да, пытается она перевернуть на лопатку свою соперницу, но в такой ситуации, наверное, это будет сложно сделать. Сейчас арбитр... Да, но в любом случае может это поднять. очень опасно. Да, атакующая позиция у белорусской спортсменки, и 8-2 она по-прежнему лидирует в 6 баллов. Вышла за спину. 1 балл, наверное, и здесь добавят или нет. Свисток, да? 8-2. Вторая минута второго периода. И ждем, что покажет Лариса Михайлова. Да, на ковре С в этой же весовой категории в параллельном бронзовом финале встречаются спортсменки из Кыргызстана и Монголии. Там идет равная борьба. 2-2 счет. А у нас преимущество в 6 баллов у Мациевской. Да, и Михайлова Лариса, да, сейчас хотела рискнуть, но в итоге отдает еще 2 балла, да, и 10-2. Если она сейчас перевернет, спортсменка из Беларуси, не получается в партере, но последняя минута, всего лишь 60 секунд у Ларисы Михайловой, чтобы попробовать выиграть, может быть, досрочно, да. Только Туше, наверное, может спасти в этой ситуации. Слишком большой разрыв баллов. Да, ближе сейчас снова Мациевского, чтобы выиграть досрочно. Пытается вырвать ногу. Все-таки, да, Михайлова 2 балла зарабатывает из этой ситуации. 4-2, но времени уже совсем мало. 30 секунд остается. И времени, и сил, мне кажется, да? Бросок, наверное, нужен. Но идет вперед. Секунд и контролирует встречу Мациевская спокойно и понимает, что она становится обладательницей бронзовой медали нашего международного турнира. Поздравляем спортсменку, ее тренеров и, конечно, сборную команду Беларуси с этим успехом. Итак, сейчас нас ждет
финальный матч, схватка. Карина Богатырева и Евгения Огородникова. Да, Евгения Огородникова, это наша спортсменка, представляющая республику Саха-Якутия. Тренер ее Кимович Колодезников. Огородникова и Карина Богатырева являются призерами первенства России прошлого года. Если Богатырева заняла второе место, то у Огородниковой было третье место. В Наро-Фоминске проходил турнир. Арбитр из Монголии. Видим, да, женщина-арбитр. Девушка, скажем, да. И интересно сейчас, сможет ли наша спортсменка завоевать золотую медаль. Очень большая на ней ответственность. Первая она начинает из якутских борцов третий день. И уже в статусе финалиста нашего турнира. Спокойной выглядит она. Да, женская борьба после турнира Романа Дмитриева. Мы надеемся, что она получит второе дыхание, да, может третье даже. Да. Я бы сказал третье, да. Первое дыхание было, в конце 2000-х годов, когда вот наша Екатерина Мельникова блистала, Анастасия Табаева, Шавлинская. Вот, это первые ласточки тренера Николая Николаевича Рожина. А потом, да, небольшое затишье было. И вот начинают уже появляться потихонечку. Да, в этом году на самом таком представительном турнире, да, на турнире Ивана Ирыгина, у наших девушек тоже 2 медали, 2 бронзовые награды престижного турнира, поэтому будем надеяться, что и будут и далее они нас радовать. Напомню, что вот эти медали завоевали Севиль Назарова и Александра Карамзина. Боролась за третье место и Саша Копылова, да? Была близка к медали. Да, мы были близки к тому, чтобы завоевать приз медали в женской борьбе. Да, Огородникова попыталась пройти в ноги, но ее... Да, Карина Богатырева, под стать фамилии, очень мощная тоже спортсменка, да? Не зря, наверное, такую фамилию ее предки когда-то получили, конечно, да, Богатырева. Подавливает, да? Евгения. Да, заполняется все больше у нас трибуны, все больше болельщиков. Это финальные поединки. Сегодня воскресный день. Попытка прохода в ноги. Так, сейчас в более выгодном положении находится Огородникова. И попытается сейчас забежать за спину. Да, контролирует этот захват. Да, ее соперница. Но да, времени не хватило. Развития атаки не было, поэтому свисток. Но в любом случае активнее Евгения Огородникова с первых минут. И вот показывает и арбитр, что можно уже наказывать ее соперницу за пассивное ведение схватки. Можно, наверное, засчитывать было сейчас. Ох ты, опасно было тоже. Да, но это было после свистка, потому что сейчас спортсменке Богатыревой будет дано предупреждение и 30 секунд. Победительница весовой категории 53 килограммов. Просьба пройти на построение для выхода на награждение.
Так, и сейчас счет станет 0-1 в пользу якутянки. Попытка прохода сейчас, но Богатырева вовремя увернулась, убирает ноги. Да, сейчас важно прочитать мысль атак соперницы. Так, и завершается у нас почти. Да, и девушки не стали сильно сейчас, да. Хотя, Там на последний, да, вот как раз да, не хватило времени. попытка была хорошая от Евгения Огородникова. Тоже вот о чем мы говорили, да, на последних секундах она завершающую атаку провела, что тоже хорошо, если бы получилось, да. Николай Николаевич Роджин и Ким Кимович Колодезников, наши тренеры. Да, большие фанаты своего дела. Николай Николаевич Роджин работал в Нерюнгри, да, тоже воспитанник своих из Южной Якутии, да, больших тоже высот довел. И золотая медаль Ярыгинского турнира, который, в общем-то, считается одним, возможно, наверное, самым престижным в женской именно борьбе, да, Да. потому что там всегда собирается сильнейший состав. Помним мы, что там многократные олимпийские чемпионки выступали, я помню, Каори Ичо, Да, да? да. То есть Япония, Монголия, сильнейший состав участник всегда бывает в Красноярске. В общем, да. Это такой своеобразный чемпионат даже мира, можно сказать, малый. Так, ну сейчас Евгении Огородниковой надо не сдавать свои позиции, атаковать. Ну да, видим, что начинает. Уже включили секундомер. 30 баллов. Надо... Да, провалилась сейчас Да, и- Богатырева. 2 балла зарабатывает сейчас Евгения Огородникова. Наша спортсменка 3-0 ведет. Очень хороший напор она показала, да. Да, прессинговала уступила соперницу. бдительность, я бы сказал. Нашла момент, да. Очень мастерски она пока ведет этот поединок. Грамотно. Это видна, конечно, работа тренерская. И наверняка и на сборах она работала хорошо, да. Готовились к этому турниру целенаправленно. Это, конечно, большая работа именно наставников, тренеров. Это молодые совсем еще спортсменки. Конечно, у них нет такого большого опыта выступлений на взрослых чемпионатах и так далее. Но уже видно, что спортсменка, она достаточно уже готовая, хорошая, с хорошим уровнем мастерства, пониманием борьбы, тактическим пониманием поединка, да. И минута 30 остается, 3-0 пока ведет хорошо. Огородникова балл, да, по-моему? Так, за что? Ну, Отдали по-моему, балл за пальцы, да, по-моему. Один раз она предупреждала. да, именно за пальцы. Ну, хотя вот и Руководитель ковра, Боковой, и руководитель ковра не согласны с решением арбитра. Так Да, что- ну, рефери тоже мы видим, что же молодая совсем еще спортсменка. Ну, она- это да, все-таки тревожный звоночек. Конечно, да, надо Надо. быть осторожнее. Вот здесь тоже хорошая была возможность Евгения Огородникова. Дают 1 балл. На ногах стояла наша спортсменка. Даже подает руку своей сопернице. Очень тактично ведет себя. Да, вот Попытка броска, да. Захват пытается Не надо взять давать, Богатырева. руки. Но ее соперница понимает, что времени совсем мало остается. И достаточно солидный уже отрыв Огородникова. 4-0 ведет. И последняя минута. Наверняка сейчас многие земляки Евгении болеют. Очень волнительные последние секунды сейчас. Еще одна золотая медаль уже маячит, можно сказать, но не будем, конечно,
забегать вперед для борьбы. 4 балла это не так много, это один бросок, да? Амплитудный красивый бросок. 4-5 баллов можно дать. Вот, пытается она взять Отчаянно, да. захват. Вот подружки. Вчерашний серебряный призер стоит. Хорошо контролирует, можно сейчас за спину даже забежать, но да. Забегает за спину Огородникова, еще можно 2 балла взять, поработать в этой позиции, ну, понимает, стало, да. понимает, что выигрывает. 4-0. И поздравляем египтянку Евгению Огородникову. Да, и тренеров, конечно, да, с 2 золотыми медалями, 1 серебряной на нашем турнире. И еще у нас в запасе одна схватка. Да, еще один финал. Лилиана Рожина скоро выйдет на ковер. В золотом финале она выступит. Да, вторую золотую медаль в женской борьбе приносит сборной команде Республики Саха-Якутия Евгения Огородникова. Блестящая схватка, очень грамотно, в первую очередь, да, ну и, конечно, Да. поздравляем всех и болельщиц тоже. Надежда Куличная, кстати, там стояла, Да, болела. Виолетта серебряный, Махарова, да. да. Девушки, подружки, тоже занимаешься вольной борьбой, женской борьбой. Да, и церемония награждения, да, я так понимаю, сейчас будет в весовой категории до 53 килограммов. Третье место завоевали Джанкуртаран Асмар, Азербайджан, кандидат в мастера спорта. Итак, весовая категория до 53 килограммов. Сборная Бронзовые медали Российской Алена Максиевская, Беларусь, и Екатерина Карпушкина, Россия. Серебро у Амиды Языджиевой и чемпионка Диана Антропова. Второе место завоевала Амиде Язуджиева, сборная Российской Федерации, кандидат в мастера спорта. Денежные сертификаты призерам и чемпионке. Серебряная медаль. Также награждается и личный тренер победительницы. Вот перед вами Диана Антропова, сборная России, Золотая медаль, сертификат и и пояс победительницы. чемпионки. За воспитание награждается тренер победительницы Минислам Сапаров. Поздравляем Честь всех победительницы. медалистов нашего турнира. И у нас начнутся следующие финалы. Сейчас гимн Российской Федерации в честь победительницы нашего турнира. Памятное общее фотографирование призеров и победительницы.
На этом церемонии награждения Да, победителей широкая география, призеров как мы видим, да, весовой категории спортсменки из «Младший России, тренировки». Азербайджана, Беларуси. Финальные поединки продолжаются на ковре «Б». Приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов среди девушек. Борьба за третье место ведут Ольга Яценко, Алина Борисова, ковер «Б». Итак, следующая весовая категория, это весовая категория до 62 килограммов. Девушки Ольга Яценко и Алина Борисова. Обе представляют сборную России на наших соревнованиях. Ольга Яценко, Алина Борисова за бронзовую награду в этой весовой категории. Сегодня во всех финалах будут российские участницы. И, значит, мы услышим, да, сколько? Уже еще 4 раза гимн нашей страны. Перед нами это Ольга Яценко. Ну а соперница Алина Борисова вот выходит на ковер. Воронеж и Красноярский край, как мы видим, да? Да, ну Красноярская школа борьбы, она женской борьбы, в том числе она тоже передовая в стране. Да, посмотрим, как Алина Борисова себя покажет сейчас в этом малом финале. И Воронеж, наверное, тоже в женской борьбе есть свои традиции, да? Но поддавливает Борисова, активнее начинает тоже поединок. Пока без активных действий. Разведка. С дистанции пока работает Борисова. Ищет возможности для атаки. Завязывает руки соперницы. Попытается, наверное, сейчас либо вытолкнуть, либо продергивает. Пытается выйти на атакующую позицию и предупреждает арбитр ее соперницу Яценко активнее бороться, призывает. Ну, пока что те схватки, которые мы смотрели, они были достаточно зрелищными, яркими, с хорошими концовками, да? Да, будем надеяться, что и эта схватка тоже подарит много эмоций. Один 0 уже в пользу Борисовой. За счет предупреждения ее соперница получает на этот балл. Больше времени проводят они в такой позиционной борьбе, пытаются найти ключи. И больше, конечно, атакует Борисова Алина. Да, но это не финал, это борьба за бронзовую медаль. В финале здесь встретятся в этой категории Лидия Соловьева и Кишкула Кыргыз, спортсменка из Республики Тыва. Кстати, Лидия Соловьева является чемпионкой России среди женщин прошлого года. Вот
всего она лишь юниорка, но является чемпионкой России. И, Да. да, и выступает на нашем турнире. Да, у нас спортсмены до 21 года, напомним, выступают. Юниорский возраст. Так мы уже говорили, что даже уже нацелены некоторые наши участницы на Олимпийские игры следующего Да. года. Так что это не удивляет. Даже чемпионка страны у нас на ковре Центра спортивной подготовки «Триумф». Ольга Яценко и Алина Борисова. Чемпионат России, нет, первенство России до 21 года среди девушек состоится в конце апреля, в 20-х числах, тоже почти параллельно с первенством России, который пройдет в Якутске через месяц. Да, в середине апреля нас ждет еще один большой борцовский форум, первенство России. Все сильнейшие регионы Республики Кавказа, да, сильнейшие школы Сибири, Дальнего Востока, да, со всей страны, в общем, молодые борцы, будущие звезды российской борьбы приедут. Съедутся, Да. в Якутск. В прошлом году первенство состоялось в Дагестане, да, в Каспийске. И у нас 2 медали было в составе. Да, на этом турнире Лев Павлов серебряный медалист, а Станислав Сильнобоев стал двукратным чемпионом, да, первенства. И надеемся, что в этом году наши парни тоже покажут себя во всей красе. Для них вот этот наш турнир Армана Михайловича Дмитриева станет таким подготовкой, генеральной репетицией к первенству страны. В прошлом году как раз в Каспийске, кстати, около 400, по-моему, участников было. То есть можете себе представить, как это будет масштабно. Это будет действительно очень большой праздник борьбы. Сильнейшие юниоры России, а значит, можно сказать, и мира, потому что, да, Россия по праву считается, наряду с США, наверное, Ираном, да, сильнейшей борцовской державой. Степан, тем временем нас ждет интересная концовочка. Счет 1-1 уже. Да, и Яценко уже вырывается Да. вперед, 2-1. Да. Еще 1 балл зарабатывает. И последняя минута этой схватки пройдет. Последняя минута. Счет, скажем, такой футбольный, да? 2-1 счет. Да. Самый популярный счет. Да. Счет в футболе. Как принято. 30 секунд остается до окончания. А бывает и волейбольные счета, да? Да. На соревнованиях по вольной борьбе, да. 21-15. Ну, что-то в этом роде, да. Поднимает спортсменку Алина Борисова свою соперницу. Пытается сейчас пройти за спину. Хотя бы вытолкнуть за ковер. Здорово защищается Яценко. Последние Ольга. секунды. И что? Нет. Даже Да. накрывается. Здесь, наверное, 2 балла еще дополнительные даются Ольге Яценко. Ну и девушки за бронзовую медаль боролись отчаянно. В итоге 4-1. Спортсменка из Воронежа увозит бронзовую награду нашего турнира. Это, напомню еще раз, весовая категория до 62 килограммов. И нас ждет сейчас финал на центральном ковре. Люда Соловьева и Кишкыла Кыргыз. Обе спортсменки показали действительно блестящую борьбу в предварительных схватках. И будем наблюдать сейчас золотой финал. Будет интересно, как вот Александр сказал, да, одна из них уже действующая чемпионка страны в своей весовой категории, независимо от возраста, да, это не юниорский турнир, а
уже взрослый чемпионат по женской борьбе. Да. Это Лидия Соловьева. Посмотрим сейчас финала. Ну, после этого у нас остается еще две весовые категории среди девушек. 68 и 76 килограммов. Лидия Соловьева с таким выражением лица. Вот смотри, Да. насколько серьезно собрана девушка. У нее непростая соперница наверняка. Ну, хотя, не знаю, выступала ли ее соперница на чемпионате. Может, нет еще, во взрослом турнире еще не участвовала. Но готова хорошо. Кишкула Кыргыз. Вообще из ТВ тоже много было участниц, да, и некоторые из них, по-моему, уже Да, были на сели, да, пьедестале. в медалях. Петр Чешин, Амурская область. И несмотря на то, что вот Соловьева выступает фаворитом, думаю, что нас ждет конкурентная схватка. Но в ТВ тоже борьба, это, наверное, спорт номер один, да? Да. Тоже борцовская республика. Национальная борьба у них очень мощная. Боксеры есть хорошие, кикбоксеры есть. Ну, в общем, да. Единоборство, да. Такие В почете. Ух ты, Соловьева все-таки опровергает мои мысли, и первые 2 балла очень так даже легко, можно сказать, взяла. Работает в партере. Невозмутимо Кыргыз. Очень спокойно. Action blue. Активнее призывает бороться спортсменку в синем трико рефери. Да. А в следующей весовой категории нас также ждет финал с участием спортсменки из сборной Якутии Лилианы Рожиной. Так что готовимся, запасаемся эмоциями. Да, Да, Рожина вчера провела 2 схватки победные. В одной из них одержала волевую победу. Так что еще 2 отлично, балла. да, сейчас как. Да. И забрала руку. Может сейчас Перевернуть, да? да. Соловьева, Люда. Отпустила все-таки. Даже чуть ответную атаку не... 4 балла, Сделала. наверное, или что? 4 Да, 4 балла. балла. Да. Ну да, Кишкула Кыргыз. спортсменка из Такой, ТВ. Да. У них- Обвив, да, хороший получился. Такой красивый бросок получился у Кыргыз. Все-таки будет у нас интрига в этой встрече. Вперед вырывается спортсменка из ТВ. Да, ну я бы сказал, это да, тувинская школа борьбы. Они из таких положений, да, борцы. Да. Что Начин Кулар, что Начин Монгуш, многие, да, вот. Как из таких- называют в борьбе, такая чувствительная, да, спортсменка. Очень хороший бросок провела, находясь вот у линии практически, да. Сейчас посмотрим. Да, я бы Повтор. сказал, да, даже что это что-то из области, да, борьбы Хораш, да? Да, да, очень похоже было действительно на национальную борьбу. Сейчас вот он, посмотрим, да, красивый бросок. Ну, безусловно, на 4 балла. Прочувствовала, да, по-моему, поймала на движении, на контрдвижении соперницу, и хороший бросок, оцененный на 4 балла. Так что все начинается заново и для чемпионки нашей страны.
4-4. Радуют нас девушки такой красивой борьбой. Согласись, да, Александр? И снова у кромки ковра находится спортсменка в синем. 1 балл Балл зарабатывает, да, дает Соловьева, все-таки. да. Но рефери поднимает палец. Да, 1 ну, балл. иногда по-разному трактуют, да, вот такие эпизоды. Да, бывает, что арбитры не дают. Ну, там тоже зависит от ситуации, от того, как именно вышла за ковер спортсменка. Да. Я думаю, прочувствовал Кыргыз, что может бросить, да, и уже вот Ищет больше, захваты, да, да, именно ищет захваты. Зацепы, броски там. Ну, а Лидия Соловьева уже так настороженно Да, она идет уже на не захваты, так сближение. активно да, сближается. Ну, хотя нет. Вот. Тоже здесь может поймать свой шанс Кыргыз. Полторы минуты только остается. Ну, времени много еще. Времени. Бросок. Вот, еще раз! 4 балла! Ничего если, себе! Если не на 5, да? 4 балла. Да, Киш-Кулак Кыргыз. 8-5. Чемпионку страны дважды бросила на 4 балла и чистые 8 баллов зарабатывает. Да, ну, Невозмутимая да. девушка 8-5 ведет. Да, она вот действительно бросковая. Это чисто тувинская борьба. Да. Это национальная борьба. Куреш, который вот воспитывает именно поймать на движении, сделать такой амплитудный красивый бросок, да. Вроде бы схватка начиналась так, да. Лидия Соловьева по 2 раза выиграла такие дежурные свои баллы. Я подумал, что даже да, дело идет к досрочной победе. Ну, в любом случае убедительной, но Киш-Кулак Кыргыз, да. Дарит нам много эмоций. Киш-Кулак. И еще 1 балл. Ну, здесь, наверное, 1 балл дается. Да, 1 балл, конечно, она вытолкнулась. 8-4. Работа поправляет, даже успевает прическу. Да. Вообще Ну и такой невозмутимо. макияж, да, интересный у спортсменки. 9-5, 4 балла ведет. И сейчас уже Соловьевой надо, ну как минимум 4, надо бросок искать. И может сама, наверное, попасться. И ей много сил, видимо, отдала, да? Пытается за ковер вытолкнуть, Да. получается это у нее, но времени совсем мало. И понимает это ее соперница, что 1 балл можно, да, отдать. Почему нет? При том, что даже если будет равенство по очкам, выигрывает все равно Кыргыз, потому что у нее 2 4-бальных броска, то есть это качество. А тут счет у нас 7-9, потому что это за уход с ковра дается Это был уход, они так преднамеренный, посчитали, да. По 1 баллу 2 балла дают. Но пошла на риск Лидия Соловьева, и, к сожалению, это для нее не увенчалось успехом. Но пока сегодня это лучший финал, Да. безусловно, да. 2 броска на 4 балла, при том, что она не была фавориткой этой встречи. Киш-Кулак Кыргыз, поздравляем Да, и спортсменку. достаточно спокойно восприняла она эту. Абсолютно спокойная, невозмутимая абсолютно девушка. Только глаза немного, да, выдали в концовке, что ее радость, ну, даже не улыбается так, да, открыто. Вот смотрим повтор, бросок, вот последний бросок вот во втором Да. периоде, который она совершила. Да, вот это вот. Красиво. Вот 4 балла чистые. И даже вот могла здесь ее в опасное положение поставить. Отличный финал. Поблагодарим девушек за вот такое яркое выступление. И нас ждет очередная церемония награждения. На этот раз в весовой категории до 57, да, килограммов. Айталкун Медеткызе, Кыргызстан, кандидат мастера спорта. The bronze medalists Alena Matsuyevskaya, Republic of Belarus, Aytolkun Medetkızı, Да, Kyrgyzstan. весовая категория до 57 килограммов. Алена Мациевская, Бронзовые Беларусь. призеры награждаются бронзовыми Спортсменка медалями. из
и Кыргызстана сертификатами. Айталкын Второе Медет место Кызы. заняла Карина Богатырева, Россия, кандидат в мастера спорта. Карина Богатырева, серебряный призер. И Первое наша место Евгения заняла Огородникова, чемпионка. Евгения Огородникова, Республика Саха-Якутия. Республика Саха-Якутия. Поздравляю нашу спортсменку, очень скромная девушка, очень красивый финальный также поединок. Награждается золотой медалью, сертификатом и поясом Поздравляем победительницы. тренеров, Награждается тренер. всю нашу сборную по женской борьбе. И услышим мы в очередной раз сборную, гимн сборной нашей В честь команды, сборной победительницы России. Звучит гимн. Памятное фотографирование. Еще раз поздравляем всех медалистов. И, конечно, особенное поздравление в честь спортсменки, которая принесла вторую золотую медаль, Ким Кимович Колодезников, тренер нашей команды. 2 золотые медали в женской борьбе на нашем турнире у сборной Республики Саха-Якутия. Александра Копылова и Евгения Огородникова. И в следующей весовой категории мы увидим еще один финал с участием нашей спортсменки Лилианы Рожиной. Пока же мы ждем бронзовый финал на центральном ковре, ковре Б. Борьба за третье место. Весовой категории Весовая категория до 68 килограммов. Шаршабаева Каиркул, Кыргызстан. И еще одна спортсменка из этой страны, Гульнура Таштанбекова. Шаршабаева, Кыргызстан. 2 спортсменки из Гульнура солнечного Кыргызстана. Кыргызстан. Ждем спортсменок. Видим, что центральная трибуна полностью уже заполнена, и другие секторы тоже заполняются. Если у вас есть желание посмотреть юниорские схватки, можете успеть, я думаю, в Центр спортивной подготовки «Триумф». Я думаю, еще нас ждет много схваток. 4 весовые категории у юниоров будет еще. Сначала бронзовые финалы на двух коврах, а на центральном ковре уже борьба за золотую медаль. А пока бронзовый финал весовой категории до 68 килограммов среди девушек. Две девушки из одной команды в борьбе за бронзу. Таштанбекова первый балл. Ну,
Ну, конечно, очень хорошо друг друга знают эти девушки с одной команды. Одна сборная команда. Так что посмотрим, кто Да, из них Степан. лучше. Я вот только что был на награждении, да, и взяли интервью у Евгении Огородниковой. Она, оказывается, родом из Тампонского Улуса, землячка Виктора Лебедева. И она отметила, что успехи и ну, его титулованного земляка Виктора Лебедева, да, Окрыляют, да? окрыляют на победы. И, оказывается, Евгения взяла реванш у соперниц сейчас за первенство России. Поражение. Да, интересно. Смотрите, да, какие у нас здесь схватки проходят. И чемпионка России среди взрослых проиграла, да, и реванш Да. нашей Евгении Огородниковой за поражение на первенстве страны. Очень много действительно конкурентных схваток, интересных, содержательных. А здесь пока 2-0 ведет Таштанбекова. Ну и в финале в этой весовой категории после данной встречи мы увидим выступление еще одной воспитанницы якутской школы борьбы Лилианы Рожиной. Это будет, да, категория до 68 килограммов. Как раз вот наша Лилиана прошла вот этих соперниц, представителей сборной команды Кыргызстана. Ну, не сказать, что в очень высоком темпе проходит эта схватка. Первый период подходит к концу при счете в пользу Таштанбековой 2-0. Ты красиво сейчас, Да. Таштанбекова, на 4 балла и сама отдает. Хотя нет, да? да. А время? Время, да, не стекло. успела. К сожалению, для Таштанбековой, да? Да. Спортсменка в синем трико. Бросок был красивый. Если будет возможность посмотреть повтор. Ну, хотя уже время, наверное, да. Подходит 5 секунд всего остается до второго периода. Вот он, повтор, этот бросок. Ну да, там же на табло, видимо, время закончилось. Еще раз Да, она здесь- такую же попытку и на этот раз успешно. 4 балла, да? да, и на опасное туше. положение. На туше пытается поймать свою соперницу, хотя здесь наоборот Что ж уже такое, да? убежала. Да, обоюдное сейчас острое положение. Сначала одна попыталась на туше положить соперницу, а уже потом ей пришлось спасаться из такого же положения. 6-2 в пользу спортсменки в синем трико. Обе спортсменки из Кыргызстана. 2 минуты еще бороться. Да, ну фамилия Таштанбекова знакома масс-рестлерам. Есть такой
лидер в тяжелой весовой категории Азат Таштанбеков, который занимал, да, призовые места в чемпионатах Азии, в чемпионатах мира, соперничал с нашими якутскими маджины. Да, очень много сильных спортсменов именно в этом виде спорта, да, в Кыргызстане. У них тоже похожий вид спорта национальный Да. есть. Ну, он подзабыт был, конечно. Каяк-тартыш называется. Да, каяк-тартыш. Не получил такого развития, как у нас, дамас-рестлинг. И снова в опасном положении. Ну и По-моему, здесь, это мне уже кажется, туше, да, да? всё. Это туше. Чистая победа спортсменки в синем трико Гульнары Таштанбековой. С чем мы ее и поздравляем. Бронзовый призер. Бронзовая медаль. Таштанбекова, Кыргызстан. The bronze medalist Gulnara Tashtambekova, Kyrgyzstan. Повтор опасных моментов. Борьба за первое место в весовой категории до 68 килограммов. Приглашается Вот здесь она чуть сама не ушла. Лилиана Рожина, Олеся Не Безуглова. упустила победу. Please welcome to the final round in the weight category of А вот это уже победная. Победный балл, да, наверное? Олеся Безуглова. И да, сейчас на ковер уже приглашаются участницы финальной схватки. Лилиана Рожина в красном трико во всей своей красе. И Олеся Безуглова, тоже представительница России. Город Санкт-Петербург. Победительницы и призеры весовой категории 62 килограмма просьба пройти на построение для выхода на награждение. Да, ну что отрадно, якутские спортсменки, да, успешно выступают не только в таких легчайших весовых категориях, да, но и в таком солидном весе среди девушек, как 68 килограммов. Лилиана выступала также на международном турнире в Красноярске этого года Ивана Ерыгина. Правда, не столь успешно, но будем считать, что она там получила хороший урок, опыт, который пригодится, надеемся, и сегодня. Боковой судья Валерий Алексеев, Красноярский край. Первое устное предупреждение дается спортсменке в синем трико. За второй пассив дается 30 секунд сопернику. И да, сейчас включится секундомер Олеси Безугловой. Что такое? Да, ну, требуется помощь доктора для Олеси. Да, медики. сейчас. Ссадина у нее, да. Терпит. Да, борьба, говорят, что это мужской вид спорта, но это отчасти, да? Потому что девушки тоже очень показывают красивую борьбу. И, безусловно, они украшают соревнования. Я не всегда согласен, когда многие говорят, что почему девушки борются, выходят на ковер. На самом деле это очень интересный и красивый вид спорта для девушек. Да, кстати, вот на фоне мы видим, да, нашу чемпионку Александру, да? В розовых Штанишках, да, да. штанишках, да. Александра Кополова, триумфатор вчерашнего дня. Ну и финалистку мы тоже Да. вот видим, да? Слева. Слева рядом с тренерами, наверное, да? Надежда Болеет. Куличкина. Ух ты, какой напор! Да. И первый балл. Еще один балл, вернее, 2-0. Вышла Ведет вперед. Лилиана Рожина.
Ее соперница, еще раз скажем, из Санкт-Петербурга, северной столицы страны. До начала турнира тренеры нашей сборной, ну, в особенности Ким Кимович Колодезников, да, я с ним разговаривал, ну, он волновался, да, за результат, потому что вот впервые проходит турнир, и надо как бы, чтобы, ну, первый блин не вышел комом, надо достойно себя показать перед своими трибунами, болельщиками. Ну, и мне кажется, план минимум уже выполнен, да? Ну, мне Даже кажется, даже перевыполнен, Да, потому что перевыполнен. уже 2 золотые медали и как минимум, ну, не будем здесь ничего Да. говорить, да, потому что схватка еще идет. Счет рабочий. Ну, пока уверенно себя чувствует Лилиана Рожина. Да, хорошая готовность у наших девушек. И вот соглашусь, что Александра, возможно, одна из вообще лучших участниц, да, нашего Да. турнира. Она такая бескомпромиссная девушка, очень большой и богатый арсенал у нее приемов, которые она никогда не стесняется применить. Да, она не уходит Иногда там в даже- защиту. иногда да, даже да, чересчур. чересчур, да, она такой зрелищный борец. Очень много атакует, очень много атакующих действий, много баллов. Иногда сама отдает, конечно. Но такая открытая борьба у нее. Да, Красивая. но здесь на турнире вот Александра Копылова буквально, да, всех соперниц вынесла, можно сказать, с крупными счетами. Итак, второй период. Да, и 3 минуты еще бороться Лилиане Роджиной. Не надо уходить, наверное, здесь тоже в защиту. Надо свою борьбу навязывать сопернице. Кстати, да, я сегодня утром прочитал новость о том, что в чемпионате России среди женщин выступит олимпийская чемпионка Наталья Воробьева, которая решила, да, вернуться на большой ковер. Возобновить, да, спортивную карьеру. Да, в нескольких пабликах я увидел эту информацию. Кстати, у нее есть спортивная школа именно в Санкт-Петербурге. Да. Наверняка это одна из ее воспитанниц, да? Ну, по крайней мере, школа ее имени, видим, уже 2 балла отыграла Безуглова. И счет уже 2-2. Лилиана Рожина. Надо будет сейчас подкорректировать. Да, повторную Свою атаку борьбу. она очень хорошо, да, до конца довела. Вроде бы первая волна атаки была достойно встречена Лилианой, но повторная атака принесла успех. И счет уже 2-2 в пользу Олеси Безугловой. Ну, вчера Лилиана Рожен тоже в таких положениях, ситуациях находилась. Она проигрывала свои схватки. Ну, во всяком случае, одну схватку уже проигрывала, но в конечном итоге победила. Здесь тоже можно забежать за спину, но хотя вот руку. Вот, да, руку пытается освободить наша спортсменка, пока это у нее не получается, пытается зайти за спину, может сейчас чуть не уступила за ковер, но в такой ситуации балл ей не Да. дадут, да, потому что она вытолкнула уже сидящую в партере Да, такое соперницу. энергозатратные действия сейчас были со стороны обеих спортсменок. 1,5 минуты, время еще есть, конечно, надо напирать, не идти ни в коем случае назад, не отдать все силы, это финал, золотой финал. И очень хорошо начала этот поединок Лилиана Рожина, в этом же ключе она может и завершить. Тоже есть возможность сейчас. Ну, правда, тоже, да, руку Да, отдала, также на контроле держит Олеся. Здесь можно, да, ну, лампочку, не знаю. очень мощная, да, Лилиана Рожина. В общем, пытается, ее попытки не безосновательны, пытается пошла. вырвать. Но здесь надо поднимать, конечно, время идет, и время играет на пользу Олеси, да, Безугловой. Настрой, конечно, у Лилианы очень Да. серьезный. Она Сейчас, жаждет да, важно золота. сейчас продышаться хорошенько и продолжить. Будет, я думаю, что еще атака обязательно в исполнении Лилианы. Надо подготовить, не надо слишком спешить, понимать, сколько остается времени.
и продумать свою атаку. Да, все трибуны, безусловно, сейчас болеют за нашу спортсменку. И что-то За здесь... ковер пытается вытолкнуть. Да! По-моему, Мне кажется, первой, да? Первой, да, руку касается. Все-таки спортсменка в синем, по-моему. Нет, хотя вот боковой арбитр показывает синюю табличку Да, с по-моему, номером 1. да, сейчас должны посовещаться с руководителем ковра, рефери. 28 секунд. И боковой арбитр тоже подходит. Совещание. Да, ну если сейчас да, челлендж не будет брошен, то в принципе Ну, могут время, в оставить, принципе, еще есть, да, на самом деле, полминутки там. Еще одну атаку. Так, смотрим. И да, судя по реакциям болельщиков, 1 балл отдали Лилиане Рожиной. Смотрим здесь, да, заступа не было, да. Да, и Всё. рукой, да, Всё, за ага. ковер ушла. А теперь Олеся Олеся Безуглова. 20 с лишним секунд. Это еще очень много на самом деле. И да, здесь Нет, надо нет. брать. Не получается взять балл, но 15 секунд остается еще. Это тоже достаточно время, чтобы совершить одну атаку. Контролирует пока Лилиана Да, Рожина. 10 секунд. Проворачивается Здесь надо- Безуглова. Да, Не надо уходить, да. мощная концовка. И Да, да, Лилиана Рожина. И какие эмоции. да, настоящая героиня турнира. Радуются девушки. Надежда Куличкина, да. Да, все Какой здесь. финал, да, драматичный, действительно очень интересный. И героиня нашего дня тоже еще одна наша золотая медаль. Очередная золотая медаль, надо сказать, да? Да, и Лилиана Рожина сейчас, да, поблагодарила арбитра, подала ей руку. Не всегда, да, спортсмены так поступают. Вот смотрим повтор. Здесь вот как раз Да. Безуглова сравнивает счет 2-2. И уже сейчас наша спортсменка проигрывает. Вот эта атака и принесла, наверное, да, можно сказать. Вот не было заступа. Это чистый балл нашей спортсменки Лилианы Рожиной. Прочувствовала хорошо она вот этот момент. Сумела выжать максимум из этой ситуации. Ну и это уже концовка, когда еще 2 балла забирает Лилиана. И эмоции, да. А настрой, конечно, был у нее очень такой мощный. Настрой на победу, воля к победе, характер настоящий борцовский. Поздравляем Лилиану еще раз. Жмем руку всем тренерам. И церемония награждения уже в весовой категории до 62 килограммов, да? Ну, финалы девушек сегодня вообще, да, огонь. Да, действительно все поединки очень интересны. Вот как раз одна из героинь, мне кажется, да, вообще сегодняшнего тоже дня. Кышкыла Кыргыз. Наверное, мы это имя запомним, будем следить за ее выступлениями на других турнирах. Тем более, что имя такое запоминающееся, неординарное. Ну, Степан, я бы сказал, мы будем следить за всеми, Да, да, триумфаторами Безусловно. турнира, нынешнего турнира. Примерила на себе чемпионский пояс. Да, спортсменка из ТВ. Еще одна медаль команде Сибирской республики Тыва. Ну, самое главное, да, она очень красивую борьбу именно показала. 4 броска. 4 балла. Против еще чемпионки, действующей чемпионки России. Это дорогого стоит, конечно. Да, ну, невозмутимый взгляд, да, у Кишкула. И гимн России будет звучать.
Памятное фотографирование. На этом церемония награждения победительниц и призеров весовой категории до 62 килограммов завершается. На ковре Б борьба за третье место в весовой категории до 76 килограммов. Приглашаются Мария Силина, Кристина Федосова. Please welcome on mat B, Maria Silina, Kristina Fedosova in a weight category of 76. Итак, у нас уже следующая весовая категория до 76 килограммов. Мария Силина и Кристина Федосова. Две россиянки в борьбе за бронзовую награду в этой весовой категории. Это последняя весовая категория именно в женской борьбе. А затем у нас уже начнутся поединки юниоров. Градус у нас только будет повышаться, да, а напряжение будет только расти. Как мы уже говорили, да, 4 финалиста из команды Ирана будут противостоять нашим спортсменам. Так что, да. Дополнительная интрига, да? Конечно, там будет и борьба за такой неофициальный командный зачет, да, потому что пока ведет Россия, ну, в юниорской борьбе именно, да, не считают женскую. 3 золотые медали у сборной России и 2 золотые медали у Ирана. У сборной Белоруссии еще одна золотая медаль. Если вот считать именно по качеству, 5 медалей, комплектов медалей уже разыграно. Ну, 76 килограммов, это же серьезный вес, да, сегодня. Мария Силина и Кристина Федосова. Борьба. Ну, это формально за 3-е место, я понимаю, да? Потому что Да, здесь это соперниц круг. было мало, система круговая. Но ведет пока спортсменка в красном трико Да. Мария Силина. Третий круг, весовая категория до 76 килограммов. Но в любом случае это борьба за медали. Кстати, мы забыли сегодня поздравить нашего бронзового финалиста, бронзового медалиста, да, нашего турнира в весе до 125 килограммов. Михаила Нестерова, Да, да? Михаил Нестеров. И досрочная победа Марии Силиной. Победила Мария Силина. Поздравляем Марию Силину с этой победой и, я так понимаю, с бронзовой наградой. Еще одна схватка в этой весовой категории уже за золотую медаль, да. Виктория Царева и Розалина Садыкова, также две представительницы России.
Ленинградская область и Республика Татарстан. Виктория Царева и Розалина Садыкова. Из Татарстана, кстати, тоже очень много ярких мы спортсменов видели. Видимо, тоже, ну, борьба у них тоже развивается. Много мы видели и медалистов, да. Сразу же в Да, и атаку бросается бодро начали Царева. девушки. И мне И кажется, что? здесь будет за 1 минуту может определиться победитель, потому что в очень опасном положении. Мне кажется, это 2 лопатки, это чистая победа Царевой. Да, С чем мы есть ее поздравляем, Виктория скоротечный Царева. финал, 19 секунд всего понадобилось. Да, Виктория Царева. Поздравляем спортсменку с победой и, видимо, с золотой медалью, да? Вот Это такая, третий да, круг. невозмутимая тоже, да? У нас Да. Вот это. Ну, была, наверное, действительно уверена в своей победе, тоже это ее не удивило. Много эмоций и не потребовалось. Вот очень уверенная победа, да. Придавила буквально к ковру, припечатала и не дала ни шанса, чтобы спастись из этой опасной ситуации. Виктория Царева. И мы приступаем уже к следующей, да, церемонии награждения. 68 килограммов. Ну, там на высшей ступени пьедестала будет наша якутянка, Да, Лилиана триумфатор Рожина. соревнований Лилиана Рожина. Да. Третье место заняла Гульнура Таштанбекова, Кыргызстан, кандидат мастера спорта. Да, ну женская борьба на турнире Романа Дмитриева. Я бы даже сказал, удивила и Да. раскрыла с совсем другой стороны. Конечно, у нас нет такой возможности постоянно наблюдать, да, тем более с Да. участием наших девушек, да. А здесь вот мы увидели вот на протяжении пары месяцев и хорошие выступления наших спортсменок на турнире Кубок Ивана Ирыгина. Да. И вот здесь, на международном турнире памяти Романа Михайловича Дмитриева. Ну, можно сказать, это триумфальное, наверное, выступление. Сколько? 3 уже? Да. 3 золотые Три медали. золотые медали. Перебор. Даже. Но почему? Да, в хорошем смысле этого слова, я имею в виду. Мы не ожидали, честно Да. сказать, что целых 3 золотые медали будет, потому что, ну, состав 83 участницы и 3 золотые медали, мне кажется, это дорогого стоит. 8 стран представлены в финалах. Так что Да, и в честь Лилианы Рожиной сейчас прозвучит гимн России. в очередной раз, да, скажем, сегодня прозвучит гимн России. Ну, думаю, среди юниоров у нас может быть разбавлен и звуками гимна Да. Республики Иран, да? Мелодии, наверное, уже мы запоминаем наизусть. Но просто действительно мы еще раз повторим, что сильнейший состав команды привезла. Надо поблагодарить, конечно, организаторов. Это огромная работа, действительно, и Министерство спорта, да, республики, и Федерации спортивной борьбы, и республики, и Федерации спортивной борьбы России, конечно, да, которые много чем помогли. Петра Петровича Юмшанова. В общем, да, сейчас мы уходим на гимн.
Памятное фотографирование. На этом церемония награждения победителей дивизионов весовой категории 68 килограммов завершается. На двух коврах БЦ финальные поединки. Борьба в весовой категории до Итак, мы 90 возвращаемся на килограммов. центральный ковер нашего Центра спортивной подготовки «Триумф». Здесь юниоры начнут свои выступления в весовой категории до 92 килограммов. Выйдут на ковер Артем Ведерников и Мустафа Гаджи Малачдибиров. Оба представляют сборную команду России. Ну а в финале в этой весовой категории выступит спортсмен из Ирана Мохаммад Мобин Азими и Егор Бельских. Так, к нашей прямой трансляции присоединяется наш коллега Вячеслав Абдусаламов. Еще раз добрый день. И, да. Добрый день, Степан. Очень приятно, действительно, в третий день подряд поработать на международном турнире Романа Дмитриева. Сегодня заключительный день, и в какой-то степени немного даже грустно, что вот этот марафон закончится. Но пока у нас есть еще время насладиться борьбой высочайшего качества, и в борьбу вступают мужчины. Чуть позже я присоединился к трансляции просто по той причине, что девушки у нас всегда немного обделены вниманием, и вот хотелось чуть-чуть больше сосредоточиться на победительницах. Ну вот, и, кстати, Вячеслав, они же такие яркие финалы показали сегодня. Вот. Да? И поэтому я следил за как раз вот этот финал Рожиной и Безугловой. Он прям вот взорвал эмоции на трибунах, и прям мурашки шли по коже от этой волны, которую болельщики устраивали в честь победы местной воспитанницы. Ну и сейчас интересная схватка Ведерников Малачдибиров. Малачдибиров на самом деле в этом турнире, на этом турнире, виделся одним из явных фаворитов в весовой категории, в том числе до 92 килограммов. Он даже перед этим, несколько месяцев назад, в декабре, на тупиковом первенстве России в памяти Бесика Кудухова побеждал в 97 килограммов. И как раз побеждал он Ислама Ключукова. Но здесь спустился вниз в свою уже там, наверное, настоящую категорию, в которой ему более комфортно, и около которой его вес и находится стандартный. И чуть-чуть, видимо, у него были некоторые проблемы со здоровьем, потому что я слышал, что было легкое недомогание в преддверии старта. И так получилось, что вот вчера он уступил Мобину Азими, явному фавориту, лидеру этой весовой категории до 92 килограммов, победителю Коркинского турнира, который поборется сегодня за золото. Но все-таки шанс реабилитироваться и уехать из Якутска с медалью для Малачдибирова предоставляется. Счет пока 0-0, он в атаке. Кстати, очень сложная схватка у Малачдибирова была уже в первой его схватке против спортсмена из Бурятии Аюра Немаева, да, и там он на последних секундах буквально спасся. Это была непростая схватка совсем. Да. Аюр Немаев, он чемпион первенства Дальнего Востока. В общем, у него несколько, по-моему, уже побед. А посмотрите, что творит Малачдибиров. Несколько раз подряд делает накаты. 8-0, и чувствуется, что 10, все, да? Завершается схватка досрочной победой Мустафы Малачдибирова. Такое, пусть небольшое, но утешение. Все-таки возвращаться домой с бронзой — это лучше, чем с серебром. Конечно, или да. Ни с чем вообще. Да, поздравляем Малачдибирова, и дает он возможность нам посмотреть и другую схватку на ковре С, да, в этой весовой категории, другой малый финал с участием Богдана Алексеева и Руслана Юршина. Как только, да, наши камеры обратят внимание на этот ковер, мы посмотрим концовку той встречи. Ну а пока, да, вот яркий момент. Но одна атака, в общем-то, да? Да, одна атака стала решающей, ключевой в этом поединке. И хочется сказать еще, уникальность Мустафы Малачдибирова состоит в том, что за прошлый год он прошел целых 3 весовых категории, стал чемпионом
первенства страны в весовой категории до 86 килограммов. В Каспийске это как раз ровно год назад проходило первенство Ю-20. Потом дальше в 92 поднялся, тоже какой-то турнир выиграл, не помню точно какой. И в 97 уже под занавес года победил на первенстве России в Краснодаре, на тупиковом первенстве страны. Как раз таки Ислама Кильчукова, серебряного призера международного турнира памяти Романа Дмитриева 2023. Но вот сейчас вернулся в свою настоящую весовую категорию и начал год с бронзы. Тоже неплохо, я считаю. Да, поздравляем спортсмена, да. И у нас здесь также завершился, я, да, так понимаю, схватка, да, на ковре С. И ждет нас уже золотой финал. Все очень быстротечно, действительно динамично проходит, несмотря на то, что это такая серьезная весовая категория до 92 килограммов, но мы видели, да, насколько все быстро у нас пролетело. И один из фаворитов этого веса, да, тоже традиционно уже все, по-моему, иранцы так заходят на ковер. Мобин Аземи действительно одна из главных звезд данного турнира. Его родной отец является в том числе личным тренером, кроме Мухсена Каве, главного менеджера сборной Ирана по юниорской и кадетской борьбе. Так вот, вчера по итогам полуфинала с Маладжибировым Мобин Аземи сказал мне, что было ему непросто. Соперник был очень крепкий, и даже он порядком устал в этой схватке. Тем не менее, одержал победу и будет рассчитывать на то, что с первой до последней секунды будет осуществлять давление, будет нагнетать темп и очень верить в то, что именно ему достанется честь зайти на высшую ступень пьедестала Якутии в очередной раз, во второй уже за ближайшие там, полгода или 4 месяца. И, конечно же, он постарается не подвести своего отца, хотя, говорит, очень большой стресс для него выступать на глазах у отца, и в то же время большая ответственность, которая его в какой-то степени подстегивает. Да, его соперник из Воронежа Егор Бельских, сборная команда России. Пока среди юниоров именно, да, счет 3-2 в пользу сборной России. 3 золотые медали, имею в виду, да, и 2 золотые у Ирана. Ну а сегодня вот 4 веса и 4 спортсмена из Ирана и России тоже, да. И ты знаешь, Степан, вот я наблюдал сейчас за разминкой сборной Ирана, ну, было это где-то примерно час назад. И... В зале борьбы, да, у нас? Нет, вот здесь вот прямо перед трибунами они упирались в стену. Мне было даже интересно, я заснял на телефон. Сразу 4 борцов Ирана толкали стену, это, ну, так, работа на статику, и с такими криками, знаешь, так все это делали слаженно и по команде Мобин Аземи. И потом дальше он позвал всех, зашлись они в круге, обнялись и трижды прокричали «Иран», да, то есть вот так это все было прям эпично, знаешь, мурашки по коже побежали. Я понял их секрет успеха, я понял их слаженность, я понял, почему они выкладываются с первой до последней секунды. Вот такой настрой у сборной Ирана, такая слаженная работа, и она не может не давать результат. Что, в принципе, сейчас и демонстрирует нам Мобин Аземи, который первые 2 балла набирает и продолжает атаку, пытается накатить, но сумел грамотно обороняться, грамотно отзащищаться Бельских и не позволил Аземи увеличить свое преимущество. Правильно ты сказал, что вот действительно одна из главных звезд, да, нашего турнира, ну практически всех иранцев, наверное, можно сказать, да, тоже звезды нашего турнира, потому что практически у всех у них есть какой-то результат, да, собственно, и на международных стартах, и на внутренних первенствах, и чемпионатах. Да, там и Ибрахим Хари, и Ибрахим Элахи, и Алир Заи, и Мобин Аземи, и можно этот список продолжать и продолжать. Но чего стоит только фамилия главного тренера Мухсена Каве, который воспитал не одно поколение чемпионов. Того же, вот, если из последних его воспитанников, то можно назвать даже вот Рахмана Амузат Халили, чемпиона мира среди взрослых весовой категории до 65 килограммов. Это тоже человек, который вышел из-под его рук и является прямым продуктом, да, или проектом его работы. Ну и, конечно, вот Мобин Аземи — это восходящая звезда, и я думаю, даже в ближайшее время он уже о себе громко заявит и на взрослом уровне, потому что Кемран Гасимпур, я думаю, сейчас уже начинает волноваться и так всерьез присматриваться к этому парню, потому что, да, сейчас он побеждает пока на молодежном уровне, уже и на взрослом в Якутии побеждал, ну и так растет не по дням, а по часам. По-прежнему в атаке Аземи 3-0 уже счет в его пользу и 5 секунд до конца первого периода. Да, вот, кстати, вспомнили, что он выигрывал наш турнир Дмитрия Петровича Коркина, да, Аземи. Вообще в Иране, как все знают, борьба — это больше, чем спорт, это часть национальной идентичности, это
национальная философия или идея. И как бы вообще в целом философия Ирана — это борьба. Борьба не только на ковре, но и в жизни. И они настоящие бойцы, борцы, неуступчивые очень, и в то же время честолюбивые, добрые и гостеприимные люди. Но, как говорится, кто к нам с мячом придет, тот от мяча и пострадает. Да, как бы часто им приходилось отстаивать свою национальную независимость, да, и вот как бы вот это, видимо, в этой связи они сделали ставку на такой мужской вид спорта. И действительно классно получается у иранцев бороться, и они являются украшением любого масштабного турнира, являются нашими, с одной стороны, главными соперниками, с другой стороны, близкими друзьями, которые нас в том числе поддерживают. Ну и вот выращивают вот такое поколение чемпионов. И когда-то они у нас учились сейчас, и нам есть чему у них поучиться. Как сказал Абдусалам Гадисов, раньше они боролись более такую открытую техническую борьбу, сейчас больше ставку делают на функционалку и на постоянное давление. Но это, мне кажется, такая общая даже тенденция, наверное, да, атлетизм. Я бы даже сказал, не только в борьбе, а вообще, в принципе, в спорте, да, особенно в профессиональном спорте, да. Соглашусь. Тем временем небольшое затишье в плане счета. 3-0 по-прежнему на табло в пользу Мобина Аземи, но Бельских пока не позволяет ему развить преимущество, что уже неплохо, потому что против Мобина Аземи мало кому что-то удавалось, и многие схватки завершались досрочно. Под гнет или там под давление этого парня никому не завидно бывает попасть. Но вот на финал хорошо настроился Бельских, видимо, проанализировал итоги схваток Аземи и сделал соответствующие выводы. Вот сейчас попытка уже перейти в наступление Бельских, которому, безусловно, надо атаковать, безусловно, надо сравнивать счет и предпринимать какие-либо технические действия атакующего плана. Попытка прохода в ноги не удалась, а вот и сразу же воспользовался этой оплошностью Мобин Аземи, который пришел в наступление, 2 балла набрал, 5-0. Да, видели, да, как меняет вектор атаки, быстро перемещается, да, и просто не дает сопернику опомниться. Сразу вырывает еще 2 балла Аземи и уже счет 5-0. Не сказать, конечно, что просто в одну калиточку, да, эта схватка проходит. Конечно, Егор Бельских достойный соперник, он смог выйти в финал, пройти многих сильных борцов, но здесь, конечно, все-таки класс, он чуть выше, да, и это видно. И еще очень важный момент. Мне просто интересно. Я, конечно, болею за россиянина, но мне также интересно услышать вызов Мобина Аземи. Он мне вчера сказал, что я обязательно вызову Влада Валиева после своей победы на очный поединок в Лиге Поддубного. Да? Потому что я сначала спросил, а почему Влада Валиева, помню, что Влад выступал в 86, а потом вспомнил последние свои состязания, ну, некоторые из своих состязаний он провел весовую категорию до 92 килограммов, и вот именно его хочет вызвать на поединок Мобина Аземи. Интересно, да? Для него такой интересный вызов, да, он хочет именно поединок с Владом Валиевым. Он просто проанализировал, понял, что ему-то было бы интересно побороться с Магомедом Курбановым, который долгое время выступал в этой категории, но Магомед сменил категорию и поднялся в 97. А сейчас прям явного лидера в 92 килограмма нет, они постоянно меняются. То это Алан Багаев, то Азамат Закуев, то еще кто-то, да, то есть постоянно то Даурен Куруглиев в 92 блеснет. И поэтому как бы ему интересно было бы побороться вот с тем, кто в этой весовой категории в последнее время появлялся сейчас. Ну, Влад Валиев на слуху, он призер чемпионата мира, победитель чемпионата Европы, и поэтому, конечно, было бы, наверное, интересно на его фоне проверить себя Мобину Аземи, а уже дальше потом замахиваться на, может быть, даже того же Кемрана Гасимпура или же Кокса. Джейдена Кокса, да? И вновь все, да. одинаковые эпизоды с предыдущим. 11-0. Да, 11-0 без вопросов. Мобин Аземи завершает эту схватку, побеждает и завоевывает второе золото якутского калибра уже на молодежном уровне. И вчера он говорил о том, что ему нравится очень публика, она к нему очень тепло относится, и он к ней, конечно же, также относится отвечает взаимностью. Мобин Аземи крупным планом победитель международного турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева, весовая категория до 92 килограммов, сборная Ирана. И пойду-ка я пообщаюсь с ним. Да, ждем тебя уже на следующей схватке, да. Пока мы смотрим повторы, как проходила эта схватка, действительно, безусловно, склад доминации иранского атлета. Награждение проводит 11-0 Александр счет. Николаевич Иванов. Это весовая категория до 92 килограммов. Из 3 финалов у нас среди юниоров у нас завершился первый. И сейчас пройдет церемония награждения девушек.
Ну а потом мы приступим к следующей весовой категории до 79 килограммов. А в финале мы там увидим иранца Маджида Багери и против Романа Николаева, нашего борца, воспитанника якутской школы вольной борьбы. Но сначала, конечно, бронзовые финалы между Салаватом Умалатовым и монгольским батором Баяр Джахлав Мунхбатар. И параллельно схватка Валерия Суанова с Шухратом Расуловым, два россиянина. У нас готовится церемония награждения, которую мы посмотрим, послушаем гимн. Асан Николаевич Иванов, призер Олимпийских игр, аксакал вольной борьбы. Поздравления всем призерам. Серебряной медалью, сертификатом. Первое место. Победительница Мария Силина, Россия. Золотая медаль, сертификат, пояс победительницы. Награждается тренер победительницы Амали Хастян. Традиционное Звучит общее фотографирование честь победительницы медалистов гимн. и гимн России. Памятное фотографирование. На этом церемония награждения победительницы и призеров завершается. Итак, мы ждем участников малых финалов. Снова обратим наше внимание на центральный ковер. Весовая категория до 79 килограммов. Салават Умалатов и Баяр Джахлав Мунхбатар. Салават Умалатов в красном, и его соперник из Монголии тоже сейчас готовится выйти. Баяр Джахлав Мунхбатар, 79 килограммов. На ковре Валерий Славов, Россия, Шухрат Расулов, Россия. Сразу же идет в атаку спортсмен из Монголии. Кстати, мы схватки с его участием тоже смотрели и в эфире. Хорошо был готов Мунхбатар. Проходит ноги Умалатов. Посадил на бедро и 2 балла заработал Салават.
И уже воскресный захват. 4-0 счет встречи. Уверенно начинает схватку Малатов. Ну а главное, конечно, еще впереди. В этой весовой категории, еще раз повторюсь, наш Роман Николаев будет представлен и будет выступать против иранского борца. Сложный, конечно, будет, ждет его поединок. Посмотрим, поболеем. Еще раз выходит за спину и зарабатывает еще 2 балла. И таким же образом 8-0. Если сейчас удастся ему провернуть соперника, то да, досрочная победа Салавата Умалатова. Мы с этим его поздравляем, с бронзовой наградой. Очень уверенно провел этот поединок, бронзовый финал. Прекрасная победа. 10-0. Очень легко, да, кажется, прошел в ноги, перевел партер и скрестный захват, который позволил набрать несколько победных баллов. Да, напомню, что параллельно в этой весовой категории схватка между Валерием Суановым и Шухратом Расуловым. Оба спортсмена представляют команду России. Да, перед вами вторая пара бронзовых финалистов в этой весовой категории. В красном Валерий Суанов и в синем Шухрат Расулов. 0-2 в пользу пока Расулова. И первый период у нас завершается. 30 секунд на отдых. Спортсмен из Татарстана, как мы уже отмечали, много борцов приехали из этой республики, спортивной республики, и немало медалей они уже завоевали. И сейчас тоже Расулов ведет со счетом 2-0. И вторая трехминутка. Кстати, оба этих борца как раз проиграли нашему Роману Николаеву. Очень хорошую подготовку показал Роман, волю к победе, характер, и сумел выйти в финал. Безусловно, его можно назвать одним из открытий. Но, по крайней мере, для нас, для якутских болельщиков. 79 килограммов. Снова за ковер сейчас выталкивает соперника Расулов. Очень мощный атлет. И 3-0 уже в его пользу. Попытка атаки от Суанова. Пока безуспешно. Ищет захват. Активнее надо ему сейчас бороться. Красный активнее. Расулов чуть спокойнее борется, но контролирует ситуацию, вяжет
руки, прерывает все атаки соперника. Посмотрим, как будет развиваться этот поединок. Пока ни одного балла Суанову не удалось взять. И снова прессингует его Расулов. Пытается снова взять балл за счет того, что его соперник выйдет за ковер. Пока нет. Последняя минута. Будет ли атака от Суанова? Контакт, красный, не убегай. 30 секунд до окончания. Суанову нужно искать свое счастье в атаке. Да, пытается он пройти в ноги, дважды бросился, но без особой подготовки. Ищет сейчас захват для того, чтобы провести бросок. Только на 4 балла его, наверное, бросок может спасти, но сам оказывается на настиле ковра. И чистая победа. Ну, да, показывает арбитр, что это победа Шухрата Расулова, спортсмена из Татарстана, со счетом 7-0. Поздравляем Шухрата Расулова с бронзовой наградой и ждем уже мы золотой финал. Маджид Багири, Херабад и Роман Николаев. Иран, Россия, Республика Саха-Якутия. Вот он, соперник нашего борца. Егор. Так, Роман Николаев. Родом он из Вилюйского Улуса. Хорошо выступает он и в национальной борьбе, ну и вот в последнее время тоже, как мы понимаем, добавил, смог выйти в финал турнира. Вот как раз мы видели борцов, которых выиграл Роман Николаев в ходе предварительных схваток. Ждем свисток. Маджид Багири и Роман Николаев. Еще раз с волнением ждем, как будет проходить эта схватка. Абдусалам Гадисов, старший тренер собственной персоной, тоже наблюдает за этой схваткой. Александр Степанович Кантоев, мы видим, тоже заместитель директора училища Олимпийского резерва Романа Михайловича Дмитриева. Все внимательно следим за золотым поединком в весовой категории до 79 килограммов. Пока все очень осторожно. Сейчас, наверное, арбитр должен вмешаться в ход поединка, предупредит кого-то из борцов. Да, арбитр показывает, что активнее бороться красному борцу в красном трико. Прессингует Багири, но да, вот уже 30 секунд дается Багири, иранскому борцу.
на то, чтобы провести атаку. Контролирует пока его атаки Николаев. Показывает уже предупреждение, да, Николаеву. Интересно. Ну, поочередно, и уже сейчас засчитывает 30 секунд нашему Роману. Попытка атаки. За ковер выталкивает иранец. 1-0 ведет поединок. И там 14 секунд всего остается для того, чтобы Роман мог провести атаку. И в противном случае уже 2-0 будет счет в пользу иранца. Во многих схватках именно во второй половине лучше раскрывался Роман Николаев. Будем надеяться, что так же произойдет и сейчас. Но первый период, еще 40 секунд практически бороться еще. Попытка прохода в ноги не получается. Да, Вячеслав, все внимание к золотому финалу. Еще один балл, да, получается? Нет, ну здесь, по-моему, не оценят этот выход за ковер, потому что, да, в партере на коленях был. Шамиль Кудиамагомедов и Абдусалам Гадисов крупным планом. Тренерский штаб сборной России Ю-20. Титулованный тренерский штаб, победитель чемпионата Европы, победитель чемпионата мира, призеры всевозможных соревнований, победители. Конечно же, сейчас есть поводы для анализа в преддверии Вячеслав, второго периода. А вот интересно, а какой совет вы могли бы дать сейчас? Да, вы и в тренерской ипостаси себя попробовали. Что можно сказать в такой ситуации спортсмену? Какие слова могут помочь? Ну, на мой взгляд, я максималист. Возможно, именно по этой причине я не выдающийся тренер, потому что, видимо, тренер должен быть все-таки чуть-чуть более хладнокровным, да, и вдумчивым. Но я бы сказал, если бы я сейчас находился в углу спортсмена, что тебе терять уже нечего. Если ты проиграешь, то тебя никто за это ругать не будет. Нечего тебе терять. Но если ты выиграешь, ты много что можешь приобрести. Поэтому попробуй, я бы сказал, выйди, забудь то, что было в первом периоде, просто сосредоточься на своем сопернике и работай изо всех сил. Все. Да, вот это и происходит, наверное, на наших глазах, да, попытка прохода в ноги, но здесь тоже уже такая обоюдо острая, равная такая борьба, да, позиционная, и проходит в ноги соперник наш из Ирана. Багири 4-0 уже ведет и работает в партере. Да, еще 2 балла, 6-0. Переворачивает, да. Ну, вообще, вот если продолжая тему настроя, да, то на человека, на человеческий мозг хорошо действуют такие небольшие по, наверное, своим масштабам задачи. 8-0 уже в пользу иранца. Когда человеку говорят о том, что он целый год должен пахать изо всех сил, это тяжело, это морально давит. А когда человеку говорят, поработай 10 минут, но выложись без остатка, человек понимает, что 10 минут он способен выдержать. И, может быть, в этих 10 минутах кроется гораздо больше, чем он себе представляет. И вот именно это надо делать. И даже вот сейчас 8-0, вот прямо сейчас я бы крикнул, забудь об этом счете. Ты все равно уже победитель. Даже если ты проиграешь, но попытаешься, ты будешь для нас победителем. Попробуй. Попробуй, рискни. Вот кто не рискует, как говорится, у нас немного другая пословица, да, она к спорту не относится. Но я перефразирую, кто не рискует, тот не побеждает. Побеждать, для того, чтобы побеждать, нужно попробовать, хотя бы попытаться. Но сейчас 9-0 в итоге увеличивает свое преимущество Багири. А нет, хотя, видимо, без Да, оценки не оценили, оставляют. да, вот это действие, этот выход за ковер. И Проход когда, как в не ноги. сейчас, рисковать Николаеву, вот попытка прохода в ноги И не опять достигает такая же цели. ситуация, точно такая же ситуация, как в самом начале, да. Но здесь уже Роман лучше защищается и удается ему уйти с опасного положения. Пытается он уже сам провести атаки, но, наверное, будет сложно из этой ситуации. Но 1,5 минуты еще бороться. Надо попытаться хотя бы взять какой-то балл, да, обозначить действия, заработать какие-то баллы. Ну, я вот смотрел и предыдущие схватки с участием Романа Николаева. Он раскрывался больше действительно в концовке, во втором периоде, да, больше. И я надеялся, что именно, да, получится у него, ну, по крайней мере, да, показать финальный хороший поединок, если не выиграть.
Но пока под диктовку Багирии проходит этот финал. 1 минута остается, и сейчас еще близок он к тому, чтобы завершить эту схватку. Да, Так оно и срочно, да. происходит. Ну что, наши поздравления иранскому борцу. Он действительно это заслужил своей работой на ковре, за его пределами, заслужил нацеленностью на атакующую борьбу и старался закончить схватку досрочно, не растягивал поединок. С одной стороны, можно было, наверное, еще побороться в свое удовольствие. Вячеслав, что подкупает, иранцы всегда помогают своему сопернику встать с ковра, да, и слова утешения какие-то, жесты, да, всегда обнимают соперника. Ну, мне кажется, это такое хорошее, действительно традиционное, наверное, да, для них. Это особенность их воспитания. У них очень уважительный народ, и они очень гостеприимные люди. И вне зависимости от того, здесь они гости, но тем не менее, они и дома себя ведут. Да, я, кстати, слышал о том, что Иран, наверное, самая гостеприимная страна, да. Вот вы как представитель Кавказа, да, Кавказской республики, которая тоже славится своим гостеприимством, да, хлебосольностью, да, вот. А я это прекрасно понимаю, потому что от моего дома до Тегерана 800 с лишним километров. И, мы находимся фактически Каспийское море, на одном море. Ну, Тегеран-то находится не на море, у них там Мазандаран и Сари, город, находится больше на Каспийском море. Но тем не менее, кстати говоря, большинство борцов, талантливых борцов из Ирана, и в том числе вот эти ребята, я даже не удивлюсь, если Багири, как раз таки представители Мазандарана. Вот Мазандаранские как раз, тигры. Каспийского Да, моря, да, вот. Каспийского бассейна. И получается, что, ну, как бы так, наверное, заведено, я не знаю, и Казахстан, с другой стороны, и Туркмения. Все эти люди, как бы, ну, такие более теплые, да, видимо, в силу климата, ну, и особенности воспитания что-то есть схожего. А Иран действительно очень гостеприимный, очень добрый, очень воспитанные ребята, ну и, конечно же, сильные спортсмены, что они демонстрируют на коврах. Да, кстати, выходят вперед они в неофициальном зачете. 2 золотые медали в свою копилку они сегодня забирают. И 4-3 уже в пользу сборной Ирана, скажем так. 3 золотые медали у спортсменов, которые представляют сборную команду России. И 4 уже золота у Ирана. Ну, мы можем только поблагодарить эту команду за то, что они действительно стали украшением нашего турнира. Если бы не было такой конкуренции, безусловно, не было бы вот такого статуса у нашего турнира, да? Могу согласиться с твоими словами, потому что действительно приукрасили они турнир своим присутствием и добавили ему огня, добавили искр, эмоций, конечно же, и красивой борьбы, которые они демонстрируют здесь раз за разом. Это наши богатыри в весовой категории до 125 килограммов. У них итоги уже вышли накануне, да, в предварительных схватках, потому что не одно большое количество было участников. И Михаил Нестеров, наш спортсмен, кстати, с бронзовой наградой, вот он стоит, с футболки с изображением нашего великого спортсмена Романа Михайловича Дмитриева. Мы тоже привстанем, звучит гимн России. И ждем мы следующий финал. А вам представляем крупным планом победителя этой весовой категории. Вот такой богатырь. Аслан Келесаев из Осетии, чемпион весовой категории до 125 килограммов. Да, второе место у бурятского богатыря Чингиза Баджимаева. Ну и, как я уже сказал, бронза у Михаила Нестерова из Якутии. Памятное Еще раз фотографирование. поздравляем всех призеров и победителя, да. Ну и мы видим, центральная трибуна практически под завязку заполнена. Это свидетельствует о том, что немало интерес вызывают эти международные молодежные соревнования. Абдусалам Гадисов. И не меньше людей, я уверен, сейчас по телевизору наблюдает за нашей трансляцией, да, финалами по национальному каналу НВК Саха. Да, и на стриминговом сервисе wrestlingtv.ru и в соцсетях. Я знаю, что есть повышенный интерес к этому турниру, потому что все болельщики знают, любое соревнование, любой турнир по вольной борьбе в Якутии — это большой праздник, это огромное
значимая вывеска. И все стараются следить за трансляциями, несмотря на разницу в часовых поясах. Пусть даже постфактум. Я знаю, что большое количество просмотров будет и уже есть. Да, весовая Многих категория поединков. до 70 килограммов. Так, мы сейчас смотрим, как выходит наш гость из Греции, Георгиос Иоакимидис, и его соперником станет россиянин Марат Фадзаев. А в другом бронзовом финале Сергей Якимов и Кирилл Мордовской. Давайте мы посмотрим на ковер С. Там выступает представитель команды Якутии. Я думаю, что в связи с тем, что наша команда является хозяином соревнований, у нас есть право выбора, да, и давайте мы посмотрим все-таки с участием якутского борца схватку. Мне кажется, что в другом поединке все-таки интриги меньше будет, потому что все-таки Греция и Россия, наверное, не очень сопоставимые величины, да, в борцовской иерархии. Ну, хотя, Сильнее. если вспоминать предыдущий чемпионат Европы, на котором Россия отсутствовала, Кугиом Цидис из Греции как раз-таки стал победителем весовой Чемпионом, категории. да? Но не до 70 килограмм, до 79 килограмм, если не ошибаюсь, он стал победителем. И поэтому все-таки У нас, кстати, несколько борцов из Греции, да, вот участники нашего чемпионата. Ну, не скажу, что они отличились там. Вот, Ух посмотрите, ты! поднимает своего Мордовской! соперника Мордовской и прямо вылетает с ковра. Да, 2 очень балла. опасное действие было. Ну, это, конечно, настрой такой на победу. Родные трибуны, это заряжает, конечно, спортсмена. Просто даже побоялся за местного воспитанника, как бы он сам травму не получил после этого. Вылетел из ковра, и там еще рядом было железное заграждение, до которого он не долетел. Ну, Ну, к счастью, когда да. на такой скорости вылетаешь, это очень опасно. Там можно и повредить и ногу, и заработать даже перелом. Поэтому 1-0 ведет Кирилл Мордовской. как сразу вспомнилась фраза из мультика «Братец лис и братец кролик». Он говорит: делай со мной все, что хочешь, но только не бросай меня в терновый куст. Он говорит: вот туда-то я тебя и брошу. Интересно, что сейчас будет предпринимать его соперник тоже. Но пока очень активно работает именно Кирилл Мордовской. Хватит ли ему сил для того, чтобы все 6 минут, да, вот в таком темпе работать. Вот это да, уже. Ух ты! Опять похожая ситуация на И краю 1 ковра. балл, да. Да, на краю ковра он успел все-таки увернуться, контрприем сделал, и уже его соперник коснулся первым, вышел, да, за ковер, за рабочую зону, и да, счет 2-0 в пользу Кирилла Мордовского. — 20 секунд всего остается до окончания первой трехминутки. Ну, пока Кирилл очень здорово себя проявляет. И ведет 2-0, конечно, которые, конечно, пока еще ничего не решают. Проход в ноги от Якимова, но последние секунды успел защититься Кирилл, и схватка продолжится спустя 30 секунд. Еще раз вашему вниманию замедленный повтор, как вынес за пределы ковра, или, можно сказать, выбросил своего соперника Мордовской. Вот очередной проход в ноги, который не удался спортсмену в синем трико. И вот тут же спортсмен в красном на контратаке был близок к тому, чтобы вывести за пределы ковра, но в итоге сам улетел. Да, у нас всего несколько схваток остается, поэтому
всех. Опасный момент. Опять снова, Мордовской да. в атаке. Снова пытался он сейчас поднять, но посадил все-таки соперника, и уже это 2 балла. 4-0 ведет якутский борец. И будет работать он уже в этой ситуации. Пытается взять, да, в захват. И попытка, может быть, сейчас переворота будет. На скрестный хочет перейти, Да. но упирается Якимов. Одной рукой придерживает корпус своего Да, оппонента. поднимается, взял в захват. Нет, Не все-таки очень, да, срывается. удачно сейчас у него получается. И, наверное, будет свисток сейчас. 4-0 ведет все-таки Кирилл Мордовской. И не может перехватить его ноги, потому что в тот момент, когда он оторвет руку от ковра, это будет возможностью или шансом для Якимова вырвать ноги. Поэтому вот так и завершается этот эпизод. И сразу же бросается в ноги своему сопернику Якимов, понимая, что возможности потом может и не представиться. Но тормозит его атаку Мордовской, всем весом наваливаясь на его корпус. И все-таки очень близок к тому, чтобы набрать баллы. Якимов выводит за пределы ковра своего соперника, и 2 балла, да, зарабатывает. зажигаются 2 балла напротив фамилии Якимов на табло. Да, со свистком, да, кинулся. И снова. Но Кириллу надо быть внимательнее, надо слушать свисток, наверное, да. Быть готовым к такой ситуации, при том, что выигрываешь, соперник, конечно, будет атаковать. Ну, Опять набирает еще 2 балла Якимов. Тигром бросается на своего соперника, как хищник прямо. Почувствовал он вкус да, 4-4. И уже атакующей вперед. борьбы. Да. Еще раз проход в ноги не удается. Но вот эта 30-секундная атака, да, она как бы принесла определенные дивиденды Якимову. И я думаю, что вот сейчас 4-4 счет, преимущество на его стороне. И теперь уже Мордовскому надо активизироваться. Но на самом деле эта схватка так и протекала. Сначала при активности Мордовского, потом и Якимов огрызался. И поэтому качели вот эти будут, я думаю, до самой последней секунды этой схватки нас радовать и держать в напряжении. По-прежнему очень упорная борьба. Держит за шею своего соперника Якимов. И еще раз проходит в ноги. Поднимает и 2 балла зарабатывает. Да, 6-4 2 балла. повел спортсмен в красном трико. И не собирается останавливаться, судя по всему. Поймал он свою борьбу и Да, как-то- поймал кураж, да? да, поймал кураж. И как-то это подействовало удручающе на Мордовского, который виделся явным фаворитом по ходу первого периода. Но что-то во втором периоде чуть сбавил в активности. Или же вот этот напор Якимова не дает возможности сосредоточиться на атаке Мордовскому. Но вот сейчас и он понимает, что времени Проход уже ноги остается мало. уже от Мордовского пытается поднять соперника. Не получается пока. Но Хо-хо! да, здесь Вот он момент. пока еще нет 2 балла. Рефери на ковре. Ну, 20 секунд еще есть, надо работать. 15 последние секунд. силы, да. 100%, Надо отдать. что Мордовской не будет терять времени. Будет он стараться до самой последней секунды идти в атаку. Бросается он, цепляя пятку, но не сумел захватить ее. 3 секунды до конца. Мордовской в атаке. И Последняя что? секунда, успел ли он? Нет, здесь не было, да. Ну, челлендж бросает, конечно, тренер. Но мне кажется, да, будет сложно здесь. Да, вот это эмоции, вот это Да, настоящий зажигательная финал, да? борьба. Зажигательная борьба на самых последних секундах схватки. Это самое, наверное, валидольное зрелище для тренеров, да и для болельщиков в том числе. Но для специалистов это бальзам на душу. Это то, ради чего зрители, все, кто любит борьбу, приходят в зал, следят и включают экраны телевизоров, компьютеров, гаджетов. Вот последние секунды перед нами. Кстати, вот там 3 секунды. Ну, Вот здесь, захват голеностопа соперника с голеностопов. да, ну, здесь уже время было. Просит балл за вот первое, да, движение. Ну, на самом деле там действительно сложно, наверное, рассчитывать на баллы. Хотя, ну, посмотрим, что арбитры сейчас скажут. Слушаем. В любом случае, обоим спортсменам
огромное уважение. И спасибо за вот такую яркую схватку. Таких бросков, во всяком случае, с выносом за пределы ковра я что-то не помню за 3 дня. Кто-нибудь выбрасывал ли своего оппонента за пределы четырехугольника? Ну, как бы то ни было, оба спортсмена проявили дух, силу воли, желание бороться до самой последней секунды, неуступчивость, бескомпромиссность схватки, я думаю, впечатляла каждого, кто наблюдал за ней как вживую, так и через экраны телевизоров. Еще раз повтор заключительного эпизода с участием Мордовского и Якимова. Атака спортсменов в синем трико. Тут пытаются понять, что же в итоге было, но челлендж проигран, и балл достается Якимову. Все-таки позже, после свистка, произошло вот это действие, касание ковра, и, увы, расстроенный Мордовской, который был так близок к победе на протяжении всего первого периода и в начале второго периода, но Якимов, проявив силу воли, на характере, я бы сказал, на зубах вытащил эту победу, и тем она вдвойне ценна, и пусть это бронза, но для него она равна золоту. Да, согласен. Ну и Кирилл Мордовской может только на себя злиться, да, в этой ситуации, когда он выигрывал со счетом 4-0 и дважды, да, вот со свистком бросался его соперник. Не скажу, что такой подготовленная была атака, просто неожиданная, да, и такое минутное послабление, даже секундное, да, позволило сопернику выиграть эту схватку, при том, что была и возможность и самому здесь атаковать, да, и когда вот прошел неплохо вроде, да, но не смог здесь взять баллов. Был близок к победе. Да, и следующая схватка — это уже золотой финал в этой весовой категории до 70 килограммов. Тамир Ишенимаев в красном трико и его соперник из Ирана Али Резаи. Тамир Ишенимаев, Республика Бурятия. Очень хорошие он схватки показал в предварительных раундах. И посмотрим, что он покажет в финале. Ну и для меня это особенно интересная схватка, потому что Али Резаи — это максимально, я бы сказал, мега харизматичный парень, который и на ковре хорош, и за его пределами. Он постоянно в движении, он постоянно переживает, он постоянно подсказывает своим партнерам по команде, он кричит, он проявляет эмоции, он максимально позитивный, шутит часто. И он, я помню, перед Коркинским турниром показал такое движение, как будто он перерезает горло и говорит, что завтра я, говорит, я одержу победу над Шахиевым. И в итоге он, когда он одержал победу, действительно, он потом подходит ко мне и говорит, что я говорил. Да, вот тогда чемпиона мира, да, он смог выиграть, Резаи, но после уступил борцу из ТВ, да, Арбак Усат. Ну, много сил, наверное, отдал в той схватке. Вот сейчас красиво переступил через своего соперника по ходу атаки последнего Резаи и попытался остаться в игре. 0-0 счет по-прежнему, но Ишенимаев очень близок к тому, чтобы набрать баллы. Да, он для этого ему надо поднять своего соперника, встать. который буквально висит на его пятках. Да, но арбитр поднимает спортсменов. Да, на Ишенимаеве сейчас тоже большая ответственность. Надо за сборную страны поднапрячься, попробовать здесь. Ну вот здесь, выиграть. кстати говоря, действительно шансов уже у нас побольше. Да. Даже сам характер поединка свидетельствует об этом, потому что нет того полного доминирования иранского спортсмена, хотя он очень сильный, очень крепкий, как я уже говорил ранее, но вот Ишенимаев оказывает ему должное сопротивление. И сейчас пока, судя по действиям, которые были осуществлены на протяжении первых 1,5 минут, именно Ишенимаев был ближе к атаке и к завоеванию баллов. Но вот сейчас активизируется Резаи. Но хорошо, да, контролирует и его атаку Ишенимаев. Защитился здорово. Я думаю, я согласен с тем, что здесь, конечно, гораздо ближе по мастерству, наверное, да, соперники. И будет возможность у Ишенимаева побороться за медаль золотую. И первый балл именно он зарабатывает. 1-0.
И если говорить даже о шансах сборной России, вне зависимости от того, взрослая ли это сборная юниорская, то если не брать в расчет полутяжелую весовую категорию до 97 килограммов, где безраздельно властвует Абдулрашид Садулаев, то в основном вот в противостоянии с иранцами, кстати, вот на недавнем клубном Кубке мира в Тегеране, мы делаем расчет или ставку на легкие весовые категории вплоть до 86, а уже с 86 начинает уже иранская епархия, да, как говорится. Там они вольготно себя чувствуют, как Хасан Яздани 86, и там и Камран Гасимпур 92 килограмма, и в том числе 97 килограммов Мухаммадян тоже неплохой, но понятное дело, что не уровень он Абдулрашида Садулаева, а 125 килограммов Амир Заре — это явный лидер веса. Да, кстати, объявил, что Стивсон, да, вот Да, Гейбл хочет, Стивсон, да, олимпийский чемпион. вернуться на большой ковер в борьбу и хочет золото уже игр в Париже. Но вот ему как раз-таки будет тяжело, на мой взгляд, потому что я считаю, что шанс на золото в Токио у него появился только лишь благодаря тому, что его недооценили. То есть к нему никто всерьез не относился. Его не слышали, о нем как бы не думали, да. Больше делали расчет, ставку на Таху Агюля и Гена Петряшвили. Вот он взял и всех удивил. Сейчас уже на него будут настраиваться совершенно Ну, иначе. возможно, да, Вячеслав, но здесь у нас в Якутии есть такие специалисты, которые действительно предрекали уже победу его Стивсона, Гейбла Стивсона на играх в Токио. Представьте себе, да, насколько есть фанатичные, Прозорливые, да, фанатичные болельщики, которые вот следят вообще за всеми турнирами, в том числе и в Америке, и в других по всему миру. Вот. Я бы, знаешь, вот больше даже вот глядя на него, пока я не увидел его победу в Токио, впервые посмотрев на этого парня, я подумал, что это родной брат Тимати. Вот я бы ему, может быть, мог бы предречь успешную карьеру на шоу-бизнесе. Но он как раз в шоу-бизнес и ушел, он же в рестлинге, Да, 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 вот, рестлинг. который выступает. Кстати, если бы Тимати пригласил бы его дуэтом спеть или что-то, это было бы интересно на самом деле. Ну, он такой, да, действительно, человек, оркестр, мне кажется, да, такой Да, шоумен. веселый, позитивный. Да. Меня, конечно, удивил он своими этими, да, прыжками, переворотами, с такой массой. Он, по-моему, еще успел побывать в местах не столь отдаленных, да? Да, по-моему, да. Такая у него 20 яркая лет. карьера, жизненная, в том числе. Да, он такой, да, человек, насыщенная. энергия, да, видимо, сгусток энергии. И Шенимаев тем временем впереди 2-1 счет. И второй отрезок, финальный отрезок. 2 минуты 30 секунд остается. Но Резаи, конечно, поддавливает, прессингует, как и положено, да, иранскому борцу. Кстати, это реально в американском ключе или в американском стиле, завоевав золото Олимпиады, уходить. Вот то же самое сделал, если не ошибаюсь, Рулон Гарднер после победы над Александром Карелиным. Да, да, да. И вот Гейбл Стивсон. Но здесь важно понимать, что лучше красиво уйти. Ну, тот же Сихудок, как чертик из табакерки, да, Да. в свое время тоже появился. Лучше красиво уйти, чем бесславно вернуться. Конечно, он уже в любом случае в истории, но иногда вот Хабиб Нурмагомедов 29-0 сделал, 30-0 было бы красивее, но он ушел, и пока никто не сумел его уговорить, и уже вряд ли кому это удастся. А иногда часто вот такое происходит, что спортсмен хочет вернуться, ну, не оставляет его вот это желание стать не просто легендарным, а еще войти прям в историю как многократный чемпион, и вот это с ним злую шутку играет. Часто Да. возвращение бывает не таким. Сейчас, видимо, предупреждение будет Ишенимаеву. По-моему, даже засчитали или нет, на табло. А, да, горит, да, на табло. Меньше 1,5 минут до конца финальной схватки весовой категории до 70 килограммов. И Ешенимаев, россиянин, побеждает у Резаи со счетом 2-1. Но вот иранец бросается в атаку. Ишенимаев, надо максимум выжимать из этой ситуации. Попробовать сейчас взять балл обязательно. По-моему, там уже на табло горит 30 секунд, которые дали Ешенимаеву. Прихватывает ноги оппонента наш спортсмен. Иранец поднимается. Один Балл балл, да, дают. 2-2 уже счет и уже в пользу Резаи, да, я так понимаю. Последняя минута, здесь надо брать балл, 1 балл сейчас. Даже 2 может взять сейчас. Опа! Ешенимаев! Какой амплитудный бросок в исполнении Ешенимаева мы наблюдаем. Друзья, это Тамир шикарная борьба. Ешенимаев. Красивый бросок. О чем мы говорили, да, вот в предварительных схватках он очень ярко себя проявил, этот парень. И сейчас в финале он выходит вперед со счетом уже 7-2. Классика. Да, уже настроение у Резаи совсем другое, да? Классика атакующей борьбы. Я бы сказал,
Настоящая азбука атакующей борьбы в исполнении Ешенимаева, который вот таким вот броском с ног на голову все перевернул. Но Резаи не останавливается. Накатывает, проходит и до 6-7. минимума сокращает отставание. И последние, заключительные 25 секунд этого поединка будут просто взрывными. Потому что Да, никому легко не будет. И Резаи вот уже сейчас получает наставление от Мухсена Каве, который буквально гонит своего подопечного вперед и говорит: до самой последней секунды никаких остановок. Только мощь, только напор. И ничего не хочу слышать, кроме как... но мы болеем, конечно же, за Тамира Ешенимаева. 7-6, он может сейчас сравнять счет по золотым медалям. Защищается, что есть силы Ешенимаев. 5 секунд до конца. Резаи в атаке. Заканчивается Есть. силу иранца. И мы победу скидываем руки. Заир Ешенимаев побеждает и завоевывает золото международного турнира Романа Дмитриева, сравниваясь, да, с иранцами по общекомандному. Нет, 4-5, да, пока. А нет, 4-4. я так понял, да, 4-4. Сравнивает счет в противостоянии с иранской командой в командном зачете. И решится победа в схватке якутского борца Артема Слепцова с иранцем. Тамир Ешенимаев, вашему вниманию, крупным планом, и его победно Красавец. вскинутые руки. Этот парень заслужил свое золото. Сначала пошел в атаку и бросил зрелищно очень своего оппонента, а потом сумел выстоять в этой напряженной ситуации в концовке, которая на самом деле грозила большими неприятностями, учитывая отличную функционалку. Давайте Али Резаи. насладимся моментами этого безусловно, отличного финала. Вот смотрите, какой бросок на 4 балла. Это классика тоже борьбы, да. Это Бросок заслуживает того, прогибом. чтобы... Смотрите, вот как красиво. Это один из лучших бросков точно нашего турнира. Да, это заслуживает того, чтобы побеседовать с главным героем. Да, а Вячеслава мы ждем уже на последнем финальном поединке. Ну а пока он пойдет, поработает и поговорит, возьмет интервью у Тамира Ешенимаева, безусловно, одного из героев нашего турнира. Блестящая победа в весовой категории до 70 килограммов. И бросок, один из самых красивых бросков мемориала Романа Михайловича Дмитриева. Глаза горят радостью. Это праздник юности и дружбы. Дневники наших соревнований каждый день также были доступны для всех болельщиков, которые пришли поддержать спортсменов. Центр спортивной подготовки «Триумф». И на обложке последнего именно эти слова были напечатаны. Действительно, это праздник юности, красоты, спорта, дружбы. Спорт всегда должен объединять, стирать границы. И церемония награждения перед нами проходит в весовой категории до 92 килограммов. Ну и герой нашей схватки Мобин Айсеми. Награждается золотой медалью, сертификатом и поясом победителя. Награждается тренер победителя Али Азими. The coach of the winner is Mr. Ali Azimi. Звучит гимн для победителя.
Памятное фотографирование. Да, одна из самых больших звезд нашего турнира. Это победитель весовой категории до 92 килограммов. Мобин Азими, Иран. Вот и сколько эмоций, да, мы получили в ходе схватки в весовой категории до 70 килограммов за золотой медаль. Тамир Эшенимаев. Юлиан Григорьев, Давид Сагдыб, Россия. On the mat, we invite Julian Grigoriev, David Satu, the weight category of 61, the final rounds for the third place. Итак, бронзовый финал весовой категории до 61 килограмма. Юлиан Григорьев и его соперник Давид Сагды. Тыва. Республика Саха-Якутия, Республика Тыва. Перед нами Юлиан Григорьев и Давид Сагды, как проиграли будущему финалисту Артему Слепцову, который представляет также Республику Саха-Якутия. И разыграют между собой бронзовую награду. Параллельно проходит схватка Айтала Громова и спортсмена из Узбекистана Азизбека Наимова. Ждем, как будет проходить эта встреча. Болеем за нашего Григорьева. Юлиан Григорьев в красном трико. Его соперник Давид Сагды. Тыва. Вячеслав к нам возвращается. Ждем от вас слов Тамира Эшенимаева, что... Ничего не удалось мне из него выудить. Да. Торопили его на церемонию награждения, поэтому сказали, что все слова после награждения. И, ну, видимо, еще был такой немного опустошенным после этой схватки, потому что все силы много потратил, эмоций, поэтому да. пока нечего было ему сказать. Но я тут не стал ему мешать настраиваться на церемонию. Вот, думаю, после того, как уже прозвучит гимн, как наденут медаль на его шею и пояс, вот тогда, думаю, уже настроение его резко подскочит вверх, и тогда будет о чем побеседовать. Ну а пока у нас соперник в красном трико Григорьев выводит за ковер, вернее, перекатывает за ковер своего оппонента Сагды и должен был набрать баллы. Ну, Да, 2 балла есть. 2 балла есть. Сагды... Так, вернее... Нет, Сагды выиграл Да. 2 балла. Сагды, да, я перепутал. Да, проходит в ноги Юлиан Григорьев. Поднимается. Да, и забирает 2 балла. Счет равный за 2-2. Видимо, я просто чуть забежал вперед. Да. Что-то я, видимо, чувствовал. Да, предусмотрел. 2-2 счет в пользу уже Григорьева. Работа Накат сейчас. еще! Нет, не проходит. Да. Сумел выстоять, хотя остается подивиться гибкости связок соперника Григорьева, Сагды, который сумел в опасном положении все-таки сохранить баланс и устоять под натиском Григорьева и не дал ему приплюсовать еще 2 балла своему активу. Но вот еще 50 секунд есть у обоих спортсменов для того, чтобы показать себя в первом периоде. Это схватка за бронзу весовой категории до 61 килограмма, не олимпийской весовой категории, но категории, в которой выступает на взрослом уровне Абазгаджи Магомедов, и который благодаря этому украшает мировую борьбу и который задает тренд. Я думаю, на него многие равняются, в том числе, как надо работать для того, чтобы побеждать. Хотя вот на крайнем турнире он уступил Мехтиханову на Ерыгинском турнире. И Да, это его Завоевал первое свою поражение там за очень большой срок, я помню. Да, 1 год он точно не проиграл. нет, он Или даже больше. в прошлом году он уже успел проиграть первое поражение. У него было Идрисову на Спартакиаде в Казани. Точно, 2 года, летом, 2 с лишним да. года он не На летней проиграл. спартаке. Да, точно. а уже потом он реабилитировался, вернулся триумфально на Минском турнире, на Медведя. Здесь, то есть, кстати, на турнире Коркина он тоже Да. был неукротим и выиграл все схватки с преимуществом. Победил, да, и на нескольких турнирах подряд победил, но потом вот Мехтиханов, у него схватки всегда будут близкие. И на чемпионате страны в 2020 году в Бурятии. И вот сейчас также была такая очень неудобная схватка, и на самых последних секундах победа ушла в актив другого дагестанского спортсмена.
Но давайте мы еще вернемся к нашему неофициальному зачету, потому что Тамир Шенимаев стал тем человеком, который сравнял счет золотых медалей сборных России и Ирана 4-4, 9-я золотая медаль у сборной Беларуси. Но все решит схватка последняя именно в этой весовой категории между Артемом Слепцовым и Али Галидзадыганом. Да, это очень интересная схватка. Да, И вот вот здесь такая интрига завязалась в концовке, да, просто как по сценарию, так что посмотрим, что там будет. и очень хочется, конечно, несмотря на то, что мы дружим, мы друг другу помогаем все равно, Ох ты, какой бросок Опа! сейчас на 4 балла и держит в опасном положении Сагды. 2 балла, да? Да, 4-2. Вот это, да. Сразу в опасное положение. и не успокаивается на этом Сагды. Пытается он развить преимущество. Свисток останавливает его. 4-2 по-прежнему. 2 минуты и 20 секунд до конца. Сразу же поединка. бросается в ноги Юлиан Григорьев и отыгрывает 2 балла. Как на качелях развиваются события в этой схватке. Параллельно тоже бросок на 4 балла. Не можем мы сразу Громова. показать. Там тоже Противостояние очень с узбеком интересное, Наимовым да. повел наш спортсмен. 4-2. Да, тоже воспитанник якутской школы вольной борьбы Айтал Громов. Там А в проводит схватке схватку. Григорьева и Сагды равенство 4-4, но преимущество на стороне спортсменов в красном трико. Или сине-красном. Так вот, я закончу мысль. Я говорил о том, что на клубной Кубке мира в Тегеране сборная Ирана в командном зачете одержала победу со счетом 6-4 над Россией. Вот хотелось бы реабилитации на молодежном уровне. Здесь, в Якутске, международный турнир Панкерамана Дмитриева. А в атаке сейчас Сагды да, 2 балла блестяще набрал. сейчас провел этот прием. И опять 6-4. вырвался вперед. Очень бросковый парень этот Сагды, чувствительный. Здорово сейчас контратаку провел. Бросился в ноги Юлиан Григорьев и переворот сделал Сагды и ведет уже со счетом 6-4. Атакует Юлиан. Последняя минута сейчас пойдет. Работает очень активно в этом захвате. Пытается выйти за спину, но защищается Сагды. Последняя минута. 55 секунд даже. Параллельно 4-3 ведет Айтал Громов. Тоже конкурентная схватка. Минута и 30 там. А здесь у нас минут 45 секунд всего остается. «35 секунд». Юлиан из последних сил. Последнюю атаку надо провести. Тем более, что несколько раз ему удавалось это сделать. 20 секунд заключительных остается в нашей схватке за бронзу. И Сагды со счетом 6-4 ведет противостояние с Григорьевым, который активно пытается исправить положение дел. 10 секунд уже. В захвате пытается проводит. Переворот пытался время. сейчас, да, лампочку провести, не пошел соперник. Еще одна попытка. Ну Нет. что, дожмет Григорьев? Время. Нет, увы. Для его болельщиков падает он без сил. Все, что можно было сделать, он попытался сделать. Чуть-чуть ему не повезло, но Сагды надо отдать должное. Он, уступая, все-таки пошел в атаку и исправил ситуацию. Но и параллельно тоже последние секунды вперед вырвался спортсмен из Узбекистана Азизбек Наимов. 5-4 он ведет. И давайте, у нас есть возможность посмотреть последние 35 секунд, которые вот перед вами разворачиваются. 5-4, посмотрите, действительно, Да. как на качелях и здесь развиваются события. Наимов, уступая 2-4, все-таки набрал. Да, 3 балла 3 и балла ведет уже 5-4. И Последние секунды. Громов прям тяжело дышит, но идет на бросок, и Ух удается ты! ему это! Посмотрите! Отдает 1 балл, берет сам 2 и отдает 1, да, я так понимаю. Неужели не будет? Да, нет, есть 2 балла, показывает арбитр. 6-5 и Два. 1 секунда до конца, и останавливается Наимов, понимая, что вот ему времени не хватает на какую-либо Ну, яркую концовку. я думаю, что без челленджа, наверное, не обойдемся здесь, да, тоже. Да, здесь уже терять нечего. Челлендж российской стороны возвращает
Громов. А Наимов, конечно же, не будет возражать против того, чтобы рассмотрели челлендж со стороны его Ну личного да, тренера. давайте мы оставим это арбитрам. Вот мы посмотрим, у нас есть возможность посмотреть. Вот он бросок. Вот он бросок, он через лопатки перекатывается, правда, да, но быстренько возвращается в исходную позицию, не задерживается в этом положении и сразу же... Вообще, на самом деле, какой был счет? 4-5 был счет, да. 4-5, да, на 2 балла. Ну, хотят, чтобы оценили балл, я так понимаю, действия узбекского борца, который Даже, перешел. даже если оценить, я понимаю. Хотя там, если был бросок на 4 Не, балла, если то был да. бросок на 4 балла, то там, конечно, гораздо больше будет. Нет, я имею в виду, если был предыдущий бросок у узбекского борца, да, на 4 балла, тогда он за счет качества выигрывает. А если там по 2, тогда Да. уже здесь Айтал Громов выходит победителем, потому что по качество важнее, чем Да, последний конечно, балл, качество, оно является приоритетным фактором в рассмотрении челленджей и вообще в подведении итогов схватки. Да. Вот он бросок. Ну, а самое интересное нас ждет, конечно, впереди последняя схватка, которая разрешит исход вот командной победы. Конечно, по количеству медалей, да, само собой, у сборной России большое преимущество. Ну, нет возможности у иранцев привести сюда 50 человек. Да, Айтал Громов все-таки выигрывает челлендж. И Наши поздравления спортсмену из России. бронзовую медаль приносит команде России. 6-5. Айтал Громов. Это была, конечно, тоже волейбольная схватка. Да, понятные эмоции, да, молодого парня тоже, конечно. Спорт это всегда, конечно, 8-7 итоговый счет. эмоции, да. Но это уже проигранный челлендж, да, наверное? Да, но все-таки поменяли счет. То есть остался не 7-5 счет стал, а 8-7. То есть все-таки 2 балла дали Наимову. И 3 балла дали, даже не 3, а 4 балла, да, Громову. Да. 4-2, по-моему, расценили, да, вот последние действия. Но я думаю, что все справедливо в данном эпизоде. Просто потому, что действительно бросок надо было оценить в 4 балла, потому что все было сделано по всем правилам и канонам техники. И с другой стороны, действие у иранского борца также было, поэтому все правильно. Переход за спину. Вот. Бросок и... Да, 2 балла иранцу и 4 балла нашему. Ну и вашему вниманию решающая заключительная схватка международного турнира Романа Дмитриева. Артем Слепцов, Саха-Якутия, Али Голизаде, Иран. На задней сел, он на коленях был. Там минимум, максимум 2-2 может быть. Да, начинается схватка, эмоции. Надо сейчас чуть-чуть успокоиться, да, потому что бронзовый финал у нас такие валидольные получились в этой весовой категории. Ну а здесь у нас решающая схватка между сборными командами России и Ирана, можно сказать, да, потому что равенство по золотым медалям 4-4, и эта схватка решит неофициальный командный зачет в нашем турнире. Артем Слепцов все свои схватки выиграл досрочно в предварительных раундах. Голизаде тоже уверенно вышел в финал. Но главная надежда у нас на то, что все-таки это легкая весовая категория, а здесь наши непререкаемые авторитеты и признанные лидеры в мире. А иранцы, кстати говоря, ну, понятно, что Реза А3, конечно же, тоже величина, но все-таки в этих весовых категориях нам не часто оказывает сопротивление. Опа! Красивый момент! Красиво! 4 И балла! Слепцов
зарабатывает первые свои баллы. 4 балла целых. Схватки с иранцем это дорогого стоит. И продолжается атака Слепцова. Он закручивает руки оппонента, пытается провести отчетную атаку, не удается, но Северного Момского района, это вообще практически у Северного Ледовитого, да, это глубокая Арктика. видимо, это Глубоко. хладнокровие и Да, позволяет ему да, так такой- уверенно действовать на ковре, не испытывая каких-либо психологических проблем, не тушуясь абсолютно с самых первых секунд. Начал работать первым номером, диктовать свою манеру борьбы и навязывать ее своему оппоненту, против которой не нашлось аргументов на первых секундах у Гализаде. Больше 1,5 минут истекло в первом периоде. Впереди Слепцов и уверенно контролирует атакующие поползновения Гализаде. И пытается Сам сейчас пытается еще. переворот сделать. Получится ли ему поднять соперника? Очень стремительная 2 балла уже. ситуация. Гализаде, да. Интереснейший поединок, конечно. И у нас трибуны просто взрываются при каждом движении. Но оно Очень и не много мудрено. На кону не только победа в весовой категории до 61 килограмма, на кону командное первое место. И обязательно нужно сделать так, чтобы сборная России увезла из Якутии 5 золотых медалей и обошла, пусть на 1 медаль, но все-таки своих основных соперников иранцев. Это дело чести, что называется, поэтому на кону у Слепцова очень многое стоит. И надеюсь, что он спокойно и хладнокровно проборется оставшуюся часть поединка и сумеет набрать еще баллы для того, чтобы чувствовать себя комфортно в самой концовке поединка, где иранцы часто прибавляют. Но, кстати, вот здесь, на турнире в Якутске, я заметил такую тенденцию. Если иранцы побеждают, то, как правило, они на протяжении всего поединка доминируют. Если же поединок начинается не в их пользу, то часто заканчивается дело для них нерадужно. Но вот сейчас еще балл забирает Задыга за 19 секунд до конца первого периода. Чуть-чуть сбавил Слепцов. Надо активизироваться. Нельзя позволять сокращать отставание, потому что этих баллов потом может не хватить в концовке. Нужно обязательно попытаться набрать еще. Задел, да, какой-то сделать. Конечно, и чем перед больше, тем концовкой. лучше. Но завершается первый период имитации прохода в исполнении иранца, который он не собирался доводить до логического завершения. Это была просто такая работа для галочки, что называется. Да, воспитанник он Чорокчинской школы. Практически, по-моему, с 5 класса, да, обучается в спортивной школе имени Слепцов, да. Дмитрия Петровича Коркина. Еще раз. Повтор. Я уже говорил, да, что Вот он, эпизод, в котором целых 4 балла Артем Слепцов набрал за счет броска. Ну и ответка иранца. Сначала 2 балла, и потом вывел за ковер нашего соперника, нашего борца. да. Иранец, и заработал еще 1 балл. 4-3. Таковы итоги первого периода в пользу Артема Слепцова. Но все на тоненького, что называется. Поэтому второй период все начинаем заново. Начинаем, выбрасываем из головы все ненужное. Только атака, только давление, только первым номером нужно работать Слепцову для того, чтобы иметь шансы на успех в противостоянии с опаснейшим иранцем Али Риза. Проход в ноги от иранца. Гализаде. Да, Гализаде. Опа! Ох ты, красиво, Еще раз как то же сейчас самое. было. Это 4 балла, конечно, 4. Но в опасном сейчас 4-1. положении сам, да. 8-5 итоговый счет. 4-2, да, показывает, да. 8-5. Не итоговый, а промежуточный счет, Да. да. По итогам данного эпизода. 2 красивых Как же броска, все-таки да. удаются, да, Слепцову вот эти броски неожиданно, что самое главное, и зрелищно. Да, трибунам Начинают надо трибуны сейчас помочь, да, Шуметь, добавить сил. подбадривать своего любимца и гонят его вперед. Нельзя останавливаться ни в коем случае, ни на секунду. Слепцову нужно полностью оставить всего себя на ковре. Заставить ошибаться соперника и не думать ни о чем, кроме как об обороне. Хватается за глаза Слепцов. Видимо, попадает ему пальцем иранец. Бросает челлендж представителей Ирана. Да, 9-5 счет. В итоге наказывает, я так понимаю, желтая карточка иранца. Да, по-моему, да. Уходит вперед в отрыв россияне. А если конкретно, то Слепцов. 9-5, это уже более комфортно. Негодует тренер иранцев, Мовсен КВ, но мы продолжаем. И у нас
заключительный финал международного турнира Романа Дмитриева и, вернее, его крайние 1,5 минуты. Весовая категория до 61 килограмма. Артем Слепцов и Али Гали Задеган из Ирана бросается в атаку последний. Да, проходит в ноги, но защищается пока. Артем удается это ему и сам пытается... Артем Слепцов Нет. пытается выкрутиться изо всех сил, и ему пока это удается, но Задеган, что из силы, давит на нашего соперника, Да, на и нашего 2 балла берет, борца. 7-9. Увы, 2 балла зарабатывает, но все равно преимущество в 2 балла на стороне россиянина, и нужно попытаться не просто его сохранить, а нужно его упрочить. Вот напряженные лица болельщика, вашему вниманию, которые следят на одном дыхании за этой схваткой. Последняя минута. Еще бы один такой красивый Решающая 4-бальный бросок, и это было бы точно 100% победа. Крепко прихватывает корпус и шею своего оппонента Слепцов, давит на него и пытается вывести за пределы ковра. Вытолкнуть Слепцов. Но только не проваливаться, только не проваливаться. Да, Сейчас вышел за ковер. Вышел за ковер и 1 балл Слепцову. 10-7. 10-7. И я напоминаю, что желтая карточка еще в пассиве иранца. Это также нам на руку играет, но ни Снова в коем в ноги. случае не расслабляться. Отдает ногу своему сопернику Слепцов. Гализаде пытается что-то предпринять в этой ситуации. Захват шеи ему не удается, но все-таки заходит за спину. 10-9. Становится счет за 19 секунд до конца. Надо терпеть, надо выстоять в этой сложной 15 ситуации. Ни в секунд. коем случае. Нет, ну здесь балла нет, конечно. Рабочие зоны они вышли. 1 балл. Как и бы 13 хотелось, чтобы секунд сейчас всего. на последних секундах именно Слепцов набрал Вот баллы это и финал. обезопасил себя. Бросается в ноги иранец, И забирает снова это ногу! Получается пройти. Увы, 10-10. Но Нет, по качеству нет. баллов мы должны выигрывать. Если 10-10 счет будет, мы должны выигрывать по качеству баллов. 11-9 в пользу Слепцова по итогу этого эпизода. Ну-ка. Да, мы посмотрим повтор, видимо, да. Челлендж бросили иранцы. У меня аж сердце прихватывает. Да. До такой степени адреналин подскакивает. Вот это Прямо финал, да. колотится оно учащенно, и такого напряжения давно не испытывал. Прям очень хочется, чтобы россиянин победил. И, конечно, устроили нам концовку оба спортсмена. Блестящий финал. Вот замедленный повтор. Так, Да, здесь вышел за ковер соперник, да, по-моему. ну, сначала коснулась края ковра нога нашего спортсмена, но Ну, не посмотрим. намного. Насколько я помню, по-моему, Там, да. наполовину пятки можно. Или когда целая, полностью нога. Я вот не помню точно правила, когда, как они оценивают, когда полностью вся нога за пределами ковра, или же когда только заступаешь за предел. Раньше было просто заступ, но сейчас очень хочется посмотреть, что же в итоге будет. Какое решение примут рефери. Вот иранец полностью всей длиной конечности вышел за пределы ковра, причем 2 ногами. А наш спортсмен... 10-9. А, 8. 10-10. Да, нет, все-таки правильно. Да, Да, но наш покинул. выигрывает кто? Выигрывает по качеству баллов наш, потому что два раза по 4 балла сделал россиянин. Да. И, кстати, еще желтая И желтая карточка, да. Поэтому именно по этой причине я был спокоен. Но 7 секунд. Да. 7 секунд, и надо их стоять! Надо держаться! Ни в коем случае не выходи! Не оценят это действие, не должны оценить. Балл. Все-таки есть балл иранцу, увы. Ну, челлендж, наверное, будет. Но с другой он стороны. выехал. Вот в данном случае вот неоднозначная трактовка, она нас заставляет путаться в определениях. Бросается в атаку россиянин. Ну что? Ну здесь, я думаю, чисто из-за того, что иранцы наши гости, по этой причине, наверное, вынесли решение в их пользу, потому что неоднократно мы наблюдали вчера и сегодня, я думаю, тоже Да, были по такие несколько эпизоды, раз когда такие, выезжали да, за да. пределы ковра. У них какая трактовка у Да, рефери? вот он как раз просто упирается ногами, Да. его просто выталкивает. Если ты да. выбегаешь за пределы ковра или заступаешь, Да, там, вот. тогда другая ситуация. Да. Но когда тебя вывозят буквально, да, то есть и ты уезжаешь на ногах, да,
на ступнях, то тут уже... Меня просто здесь удивило, почему сразу челлендж не бросили, да? Вот, смотрите, да, просто уезжает за ковер. Ну, в такой ситуации обычно, да, не дают балл. Мне Да, кажется, да. неоднократно Ну, уезжает, да, просто. Причем человек. с теми же иранцами, кстати говоря. Да, Я не да. помню, кто это был. Вот вчера, я помню, то ли Ибрахим Эллахи, то ли кто-то из Ну, них. конечно, валидолу мы накушали сегодня. Очень тяжелые, напряженные схватки. И, конечно, мы ждем сейчас рассмотрения. Ну, не знаю, если сейчас даже челлендж будет вынесен в нашу пользу, то иранцы... Нет, все-таки иранец побеждает. И сборная Ирана по вольной борьбе одерживает победу в неофициальном командном зачете Да. со счетом 5-4. 5 золотых медалей, как и обещал их тренер, да. Увы, Да. 5-4. увы, Слепцову не удалось удержать свое преимущество. Ну и надо отдать должное этой команде, Конечно, команде да. наших соперников, которая боролась до самой последней секунды и заслуженно победила. Потому что когда ты стараешься работать изо всех сил, когда ты веришь в свою победу, даже несмотря на то, что все против тебя, ты рано или поздно в итоге взбираешься на высшую ступень пьедестала. С вами работали комментаторы Степан да, Посельский и Вячеслав Абдусаламов. Ух, как Но много подарили, эмоций. да, сколько эмоций зато, да, какой мы увидели финал. Конечно, очень жаль, что не в нашу пользу завершилась эта схватка, но это была очень яркая схватка, очень красивая, с большим количеством баллов, которые мы увидели, да. Но, Вячеслав, вы, наверное, я так понимаю, спешите, да, сейчас? Да, я сейчас хочу Да. зафиксировать Поэтому- эмоции иранцев. Спасибо Да, огромное. Это было поэтому, круто. да, Незабываемое путешествие. Благодарю. Незабываемое путешествие в мир атакующей зрелищной борьбы. Это Якутск, это Дворец спорта «Триумф». Это международный турнир Романа Дмитриева, который в этом году прошел на совершенно ином качественном уровне. Спасибо большое за то, что пригласили меня прокомментировать. Да, спасибо и до свидания. Да, уважаемые телезрители, тоже благодарим вас за внимание. На этом наша прямая трансляция финальных поединков международного турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева завершается. Да, Александр тоже был свидетелем всех финальных поединков. Да, какие впечатления? Конечно, финал последний был просто валидольным. Да? Наверное, Да. у вас больше белых волос появилось уже за эту минуту, да? За эти 3 дня, да. Ну, на самом деле, очень хороший турнир получился, яркий. Возможно, даже не то, что лучше, да, пойдет на пользу Артему Слепцову. Он показал себя даже очень хорошо. 2 четырехбальных броска. В целом, арсенал приемов у него очень богатый, оказывается, да, у Артема. Да. И показал хорошую перспективу. Да, для него это будет хороший урок, и, конечно же, мы ждем его выступления уже на первенство России, которое через месяц также примет Якутск, Центр спортивной подготовки «Триумф». Вот перед нами также победители следующей весовой категории, да, которых у нас награждают. Ну, а нам остается только сказать еще раз спасибо всем телезрителям. Наш 3-дневный марафон, борцовский марафон на телеканалах «Мамонт» и национальной вещательной компании «Саха» завершается. Еще раз, кстати, поздравим Павла Павловича Пенигина с 70-летием. Сегодня у нас перед трибунами состоялось чествование нашего именитого борца, олимпийского чемпиона. Будем надеяться, что медали с Олимпийских игр еще не раз будут у нас в республике, и именно в борьбе, в вольной борьбе, которая по праву у нас является спортом номер 1. Да, Александр, ну, да, последние слова, и мы уходим. Да, ну, до встречи в следующем году. Турнир Романа Дмитриева уже прочно вошел в элиту престижных международных соревнований по вольной борьбе. Ну и среди юниоров он тоже один из самых значимых, ключевых. Будем надеяться, что турнир будет жить еще долго и долго. Да. Ну и 5-4 по золотым медалям. Сборная Ирана, триумфатор нашего турнира. Вот один из чемпионов. Еще раз спасибо всем телезрителям, всем желаем здоровья. Да, ну Следите и за спортом. далеко не уходите. Сейчас в заключительной сессии, да, хайлайты, лучшие моменты дня финалов. Конечно же, посмотрим мы с вами.